Приветствуем, друзья! Это YouTube-канал Гагауз Медиа. И наш проект ток-шоу Freedom Life. Freedom – это свобода, и мы начинаем проект, где слово действительно свободно. Где мнения сталкиваются, чтобы рождалась истина. Здесь нет сценариев и готовых ответов. Здесь каждый имеет право быть услышанным. Здесь мы говорим честно, открыто и без цензуры. Здесь мы обсуждаем то, о чем нельзя молчать. Freedom Life и мы его ведущие Сергей Арнаут и Екатерина Жекова. В нашей студии сегодня 20 участников нашего ток-шоу. Уважаемые гости, мы вначале хотим сказать всем вам огромное спасибо. Хотелось бы сказать, что у каждого из вас сегодня будет возможность высказать свое мнение, дать свой комментарий, реплику, конечно, если вы этого захотите. Друзья, тема сегодняшнего ток-шоу «Выборы в Народное собрание Гагаузии» поставлены на паузу. Что дальше? Екатерина Федоровна, я представил тему нашей сегодняшней дискуссии. Вас попрошу представить наших сегодняшних экспертов. Да, друзья и уважаемые зрители, у нас сегодня два эксперта в студии, и мы с радостью вам их представляем. Игорь Бацан, председатель Ассоциации за демократию через участие «Адепт», политолог, доктор физико-математических наук. Карьеру политического аналитика начал с 1992 года в администрации президента Республики Молдова. Более 6 лет был главным программным координатором представительства Международного фонда избирательных систем в Молдове. С 2000 года является исполнительным директором Ассоциации за демократию через участие «Адепт». Также является одним из самых цитируемых экспертов Молдовы по вопросам внутренней и внешней политики, избирательного законодательства и европейской интеграции. Часто выступает модератором и участником публичных дебатов по политическим темам в эфире ведущих телеканалов нашей страны. Также в нашей студии сегодня Павел Постика, юрист и эксперт в области избирательного права. С 2021 года занимает пост вице-председателя Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. На протяжении многих лет работал в неправительственной организации «Промолекс» в должности программного директора. Широко известен как эксперт, наблюдатель, специализирующийся на мониторинге выборов и защите прав человека. В качестве замглавы ЦИК курирует вопросы реформирования избирательного законодательства, борьбы с электоральной коррупцией и организации голосования, в том числе за рубежом. Часто выступает официальным спикером комиссии по резонансным темам, в том числе по таким, как выборы в Гагаузии. Также сегодня в нашей студии присутствует депутат Народного собрания Гагаузии Владимир Кыса, председатель комиссии по регламенту и иммунитету. Депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Константин Таушамжи, профессор Камрадского государственного университета. Елена Карамид, депутат Народного собрания Гагаузии 6-го созыва. Игорь Янак, юрист, преподаватель Камрадского госуниверситета. Денис Пынтя, автор проекта «Диванный эксперт» на YouTube-канале. Наталья Тумба, преподаватель колледжа имени Михаила Чекера. Также в нашей студии сегодня присутствуют студенты Камрадского педагогического колледжа имени Михаила Чекера. И, в общем-то, не пришел в нашу студию, но был приглашен еще один депутат Народного собрания Гагаузии. Мы хотим это отметить. Александр Дюльгер был приглашен, но объявил, что не сможет участвовать. И также в нашей студии сегодня представители гражданского общества. Да, которым мы очень признательны за то, что вы решили поддержать эту дискуссию. Поэтому давайте дадим старт, но для старта этой дискуссии люди, которые уже участвовали, тут есть и такие участники в нашей студии, и наши зрители знают, что мы открываем эти дискуссии с мнений наших экспертов. Господина Бацана и господина Постика мы попросим по 2 минуты каждого из вас дать оценку тому, что сегодня по этой теме, которую мы обсуждаем, что есть на данный момент. Господин Бацан, начнем с вас. Я внимательно наблюдал за заседаниями Народного собрания, и меня удивило, что депутаты признались, что были совершены ошибки тогда, когда были внесены изменения в избирательный кодекс Гагаузии, а также были внесены изменения в уложение Гагаузии, и это привело к ситуации, которая сложилась сейчас, и надо находить выход из этой ситуации. Почему так получилось? Это, в первую очередь, это связано с тем, что в декабре 2023 года были внесены изменения в избирательный кодекс. Решили, что в Гагаузии больше не нужна постоянная центральная избирательная комиссия. И вот с этим связана проблема, потому что были нарушены
значит, закона, в том числе связанные с тем, что председатель и секретарь комиссии, они являются государственными служащими, и с ними нельзя обращаться тем образом, каким с ними, значит, после того, как Центральная избирательная комиссия была упразднена. Это один фактор. И был еще второй фактор, связанный с тем, что, скажем так, иерархия законодательства национального и местно, то есть регионально не была соблюдена. Это привело к проблеме, которая сложилась. И второй фактор, как я уже отмечал, связан с внесением изменений в уложение Гагаузии. Там были и очень толковые изменения, связанные с порогом для валидации выборов, потому что мы знаем, это большая проблема в Гагаузии. В уложении была клауза о том, что выборы признаются действительными, если 50% граждан, проживающих в Гагаузии, значит, участвуют в выборах. И мы знаем статистику. Достичь этой цифры было очень-очень сложно. И если исходить из статистики, то, естественно, в избирательном кодексе Гагаузии нашли, скажем так, возможность обойти эту проблему. Это связано с тем, что, с одной стороны, списки избирателей, значит, заполняют, исходя из государственного реестра, но это, как бы, скажем так, государственный реестр избирателей, это как ориентир. А на самом деле примары формируют списки, исходя из того, полагают они, что граждане находятся на территории населенного пункта или нет. И исходя из этого мы смотрели статистику, как варьирует число избирателей в Гагаузии, да, от 120 до 90 тысяч. То есть маржа примерно там больше четверти, то есть 25%. И вот это положительный фактор. А тот факт, что в уложение внесли положение о том, что выборы состоятся и Народного собрания, и Башкана в первое воскресенье после истечения мандатов. Ну, я смотрел вот эти заседания Народного собрания, депутаты признали, что это была ошибка, потому что вот внесли изменения после того, как истекает срок, Народное собрание больше не может принимать законы. Да, есть положение, можно назначать там через решение избирательной комиссии тех же членов избирательной комиссии, но это создает проблемы. Вот если в целом описать ситуацию, вот те изменения, которые были внесены Народным собранием, они создали эту ситуацию, что истек срок, скажем так, полномочий Народного собрания 12 ноября, и 16 ноября был последний срок, когда можно было, скажем так, назначить и провести выборы. Но надо учитывать, что для того, чтобы провести выборы, по крайней мере, необходимо 3 месяца на подготовке выборов. То есть я помню заседание Народного собрания 15 августа, когда был последний срок, когда можно было принимать решения. Поэтому мы оказались в этой непростой ситуации. Теперь надо находить выход. Спасибо. Господин Постика, хотелось бы передать слово вам, для того, чтобы тоже кратко высказались. Спасибо за приглашение участвовать на дискуссиях по поводу сложившейся ситуации. Кроме того, что я ответственен за, скажем, финансирование политических партий, избирательных кампаний в Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, когда речь идет о национальных выборах, я ответственен и за гагаузскую автономию, поэтому очень часто приходилось сталкиваться, говорить, сотрудничать и взаимодействовать с коллегами из окружного избирательного совета. На что хотелось бы мне обратить внимание, во-первых, на зря упущенное время. То есть мое главное сожаление — это зря упущенное время. И здесь можно говорить с двух перспектив. Во-первых, согласно
положением законодательства Республики Молдова нет необходимости повторять существующие нормы в каком-либо законе в нижестоящих подзаконных актах. И поэтому вот изобретение велосипеда еще раз повторять в Кодексе о выборах Гагаузии те же самые положения, которые существуют, применяются в Кодексе о выборах Республики Молдова, с моей личной точки зрения нет необходимости. В этом законе необходимо говорить и описывать только то, что специфику выборов, региональных выборов, для того, чтобы предотвратить вот те недочеты или те нестыковки между положениями национального закона и на региональном уровне. Вот это первое мое сожаление. И второе сожаление, что даже если бы хотелось настоять на Кодексе о выборах Гагаузии в таком формате, какой он есть, он уже не соответствует тем положениям Кодекса о выборах Республики Молдова, который вступил в силу в 2023 году для всей республики. Тогда было сделано парламентом Республики Молдова временное положение, да, исключение для того, чтобы, потому что уже все знали, что выборы должны пройти Башкана Гагаузии, и для того, чтобы не было вот этих конфронтаций норм, парламент сказал, что для региональных выборов положение закона вступит в силу в 2024 году, то есть 1 января 2024 года. И вот здесь второе сожаление, что был пропущен вот этот важный год, который был дан парламентом для того, чтобы организовать выбор Башкана, после чего вступить и приступить к рассмотрению вопроса соответствия норм Кодекса о выборах Гагаузии и с Кодексом о выборах Республики Молдова. Но более того, прошел и 23 год, и 24 год, и 25 год, и мы вернулись к отправной точке, когда опять, к сожалению, обсуждаем то же самое, вот что делать. Да? То есть мы вернулись к той же ситуации практически 22 года. Вот это упущенное время, с моей личной точки зрения. Могу уточнить, вы имеете в виду, что из-за того, что упустили время и не сделали эти изменения, да. 2 года почти, да, на это должно? Получается 3 года. Почти 3 года уже. 3 года. То есть это и есть причина вот этих вот неурядиц, которые сейчас возникли? Да, да. Ну, это, на мой взгляд, преднамеренно упущенные 3 года. И... Поговорим об этом тоже сегодня. Здесь можно спорить, можно беседовать на эту тему, потому что говорить о том, что Народное собрание не пыталось каким-либо образом изменить Кодекс о выборах Гагаузии, тоже будет неправильно. Ну, не все Поговорим об этом. Как и какие были изменения, и каким образом они были проделаны, здесь тоже, наверное, есть дискуссии. К примеру, если мы практически, можно сказать, взяли пример с окружного избирательного совета Гагаузии, который действовал на постоянной основе, и это же применили по всей республике, только на основании одного человека, председателя окружного избирательного совета. И вот эту практику постоянное действие избирательных органов по всей республике, странно, Народное собрание сразу же отступило от этого, от постоянно действующего избирательного органа. Да. И мы говорим здесь только о выборах Башкана и депутатов Народного собрания. Да. Да. Ну и поскольку в нашем названии нашей темы есть слово «пауза», очень хочется, господин Янак, вас попросить, а юридически, как пауза, вот эти выборы поставлены на паузу. Вот что означает пауза? Есть ли вообще такое понятие в юриспруденции, чтобы понимать? Все мы знаем, что Высшая судебная палата Республики Молдова приостановила постановление Народного собрания Гагаузии номер 501-502 от 16 декабря 2025 года. На сегодняшний день, пока идет судебный спор, понятное дело, что выборы поставлены своеобразно на паузу, то есть приостановлен сам избирательный процесс. И если быть честным и уже объективным, сами депутаты Народного собрания Гагаузии отменили дату выборов, то есть выборы как таково отменены, не то что приостановлены. Они не запланированы, можно так говорить сейчас? Нет планов на выборы? Их не будет пока. Должны сформировать по-новому
Центральный избирательный совет, согласно Избирательному кодексу Республики Молдова. То, что депутаты Народного собрания Гагаузии в свое время не провели гармонизацию законодательства, я думаю, что это не проблемы населения, не проблемы жителей. Кроме того, я где-то понимаю, что вот эта конфронтация используется в целях за получение определенных баллов со стороны электората. Я не думаю, что если соберутся эксперты, конституционалисты, представители общественности на определенной площадке, я не думаю, что в Республике Молдова действуют разные правовые школы. И самое главное, я думаю, что если мы на сегодняшний день научимся жить по Конституции Республики Молдова, то вот эти общественные отношения, которые складываются в Республике Молдова в целом, они будут упорядочены. Тем более Гагаузия – это составная и неотъемлемая часть Республики Молдова. И самое интересное, если наши депутаты, наши жители, наши граждане, которые переживают за закон об особо-правовом статусе Гагаузии, откроют этот закон и прочитают самое первое предложение, там есть такое интересное положение. Руководствуясь принципами Конституции Республики Молдова, и дальше принимаем настоящий закон. То есть закон об особо-правовом статусе Гагаузии был принят в соответствии с принципами Конституции. Так. И вот если мы будем соблюдать принципы Конституции Республики Молдова, то проблемных вопросов будет намного меньше. Если мы научимся жить по праву и будет меньше эмоций у политиков, то я думаю, что ситуация урегулируется. Я правильно вас понимаю, что вы считаете, что есть определенное пренебрежение Конституцией в таком случае? К большому сожалению, мы не научились пока еще жить по Конституции. Де юре мы имеем Конституцию, но вот что касается фактической Конституции, что касается правовой жизни и в АТО Гагаузии, и в Республике Молдова в целом, есть очень много вопросов. Спасибо. Ну и в нужный момент депутаты говорят, что мы опираемся на уложение Гагаузии. Для Депутаты, них момент. если будут опираться на уложение Гагаузии, если откроют статью 44, да, уложение Сейчас Гагаузии, откроем ее, в этой студии точно да, откроем. там говорится о том, что выборы должны быть организованы в соответствии с уложением Гагаузии и местным законом. Там нет закона об особо-правовом статусе Гагаузии, хотя многие оперируют и используют закон об особо-правовом статусе Гагаузии. Даже если будем исходить из местного законодательства, это уложение и местный закон. Если мы будем акцентировать внимание на Конституцию Республики Молдова, если будем использовать положение Избирательного кодекса Республики Молдова, то этот вопрос, я думаю, что будет урегулирован за пару секунд. Ясно. Так, четко. Мы Ну, хотим... я хотел бы кое-что добавить. Но уже в Народном собрании есть юристы, и в исполнительном комитете также есть юридический отдел, который должен депутатам говорить о том, что незаконно, неправильно. Мы сейчас перейдем как раз к депутатам, и я очень признательна, собственно говоря, Владимиру Михайловичу, который согласился прийти на наше ток-шоу, объяснив, что ему нужно будет через час покинуть наш эфир, поэтому мы хотели бы предоставить вам слово для того, чтобы изнутри, вот у нас были представлены только что мнения экспертов, мнение юриста, а теперь нам нужно мнение депутатов Народного собрания Гагаузии. Не на вопрос, как так вышло. Понятно, как так вышло, теперь люди анализируют и делают свои выводы. Если у вас есть к этому что добавить, добавляйте, конечно, но нам было бы очень интересно узнать, что может быть дальше, на ваш взгляд. В первую очередь я хочу всех поприветствовать и хочу сказать, что действительно выборы поставлены на паузу. И хочу, как в виде реплики, сказать, что нету смысла уже и дожидаться решения суда, потому что 9 февраля истекает мандат этих 4 человек, которые мы добавляли в Центральную избирательную. Речь шла именно о тех людях, которых добавляли в Центральную избирательную комиссию. Поэтому, думаю, отпадет сам вопрос иска вообще. Отпадет, и мы должны уже исходить из того, что мы должны решать вопрос для того, чтобы провести выборы. В первую очередь, конечно, мы должны провести выборы путем договоренности. Без диалога эти выборы даже нет смысла назначать. Диалога с кем? Диалога с Центральной избирательной комиссией, с представителем правительства, с госканцелярией. Мы должны найти эту середину и как решить вопрос. Ведь мы понимаем, что если исходить из начала вообще, как это все произошло, ведь когда парламент принимал закон, республиканский закон, избирательный кодекс Республики Молдова, где указали, что Гагаузия это совет, а не комиссия, ведь у нас... есть Центральный избирательный совет. Да, Центральный избирательный совет. Это сегодня прописано в законе Республики Молдова. У нас в нашем кодексе написано ЦИК Гагаузии.
Получается, что ну, есть сегодня недопонимание. Совет это, либо это комиссия. Но мы должны понимать, что закон об особо правовом статусе тоже принимался в парламенте. И там написано комиссия в этом законе. Конечно же, депутаты Народного собрания, я сейчас не хочу обвинить Кишинев либо Камрад. Я хочу сказать, что в тот момент должен был быть диалог, и тогда это надо было решать. Не когда уже проголосовали, и мы потом остались, начинаем уже понимать, что что-то случилось, и мы должны что-то решить. И мы быстренько решили, что давайте лучше мы Центральную избирательную комиссию распустим, и вопрос уйдет. И когда будут назначаться выборы, мы заново временно сделаем ЦИК новым положением и проведем выборы. Но получилось, что получилось. Сегодня мы видим, что никто ни из Гагаузии не подал в Конституционный суд для того, чтобы Конституционный суд мог сказать, это норма конституционная или не конституционная, это изменение, касающееся Гагаузии, потому что ведь закон об особо правовом статусе также принимали депутаты парламента. И если вносить изменения, только они могут вносить изменения в этот закон, не мы. Поэтому сегодня никто из нас не подал в Конституционный суд, хотя Народное собрание имеет законодательную инициативу для того, чтобы обратиться... А почему вы этого не сделали, депутаты Народного собрания? Я не могу сказать сегодня за всех депутатов. Депутаты коллегиальный орган. Я говорю, что лично я тоже не обращался, говорю за себя, могу сказать. Себя. Да, потому что депутатский корпус это сегодня коллегиальный орган. Конечно, руководство должно было отреагировать на это как-то. Но я же говорю, выбрали другой метод. Считаю, что это неправильный метод. И на сегодняшний день, если мы не договоримся, не решим вопрос, а именно мы должны сегодня говорить, вот я даже удивлен был, я вчера зашел круглый стол, да, я думал пойти тоже поучаствовать, зайти поучаствовать в этом круглом столе, чтобы думал, какое-то будет решение вопроса. В исполнительном комитете был вчера такой круг, но я когда увидел, что там нету представителя госканцелярии, нету представителя Центральной избирательной комиссии, правительства, кого-то, с кем можно говорить об вот этом вопросе. Для меня так подумал, что это больше не круглый стол не для решения вопроса, а просто поговорить, высказать свое мнение. Я посчитал, что это неправильно, потому что мы неделю, получается, уже как отменили постановление о назначении даты выборов, но никто еще не вышел на диалог, никто ни с кем не говорил. И в этом большая проблема. Мы должны на сегодняшний день понять, что где-то есть ошибки наши, где-то с Кишиневым, неважно, сегодня не надо обвинять кого-либо, мы сегодня должны провести выборы. Уточняющий вопрос вам. Коль вы говорите о том, что вы считаете, и вы это озвучили на заседании Народного собрания Гагаузии, что нужно искать какой-то диалог. Конечно. Ваши коллеги вам ответили на ваше предложение? Есть готовность искать диалог? Пока не ответили. На сегодняшний день было вчера заседание комиссии согласительной, вы если смотрели заседание Народного собрания, прошлое заседание, где мы согласительную комиссию, где будут представители исполнительного комитета и Народного собрания. Для чего? Для того, чтобы мы вернули полномочия Народного собрания. Я в принципе считаю, что отменять все эти изменения, понятно, что это будет депутатский корпус решать в большинстве. Это не решение вопроса. Мы не должны сегодня возвращать себе какие-то полномочия для того, чтобы... Я не считаю, что мы должны дальше работать и свои полномочия возвращать. Мы должны провести выборы, но провести мы их должны законно. Мы должны сегодня сформировать Центральную избирательную комиссию или совет. Ваше предложение можно, коль вы будете... Мое предложение очень простое. Пожалуйста. Надо сегодня иметь диалог, а именно или представитель Центральной избирательной комиссии, либо с госканцелярией. Найти эту середину. Как мы его назовем? Может, как-то через тире, может, потому что и Кишинев сегодня должен понимать, что мы уже не можем вносить изменения. Либо сослаться на закон Республики Молдова и сослаться на закон Гагаузии, чтобы как-то это сформулировать. Но мы в любом случае, да не проблема в том, кто проведет эти выборы, совет или ЦИК. Можно коротко от вас... Я сейчас скажу дальше, чтобы вы меня не сбивали с мысли. Самое главное, чтобы мы этих кандидатов представили в любом случае. И в законе избирательном кодексе Республики Молдова написано, что Гагаузия формирует этот совет или комиссию, его Гагаузия формирует. А именно, 3 человека представляют Народное собрание, 3 человека представляют судебные инстанции и 3 человека представляют исполнительный комитет. Конечно, мы должны в первую очередь, мое мнение, чтобы эти люди, которых будут представлять, имели сертификат. Это уже другое чуть. Это тоже одно из того, чтобы не получилось, что мы опять где-то нарушение делаем, чтобы давать повод для обжалования. Перед тем, как начинать выдвигать этих кандидатов, я думаю, что должен быть круглый стол, где мы должны это обсудить. Я не знаю, может, с кем-то не хотят говорить, но я думаю, что надо найти людей, с кем можно говорить, и вопрос можно решить. Я уверен, что можно решить, если будет диалог.
Спасибо. Ну и мы я дадим хотел бы, Александру Григорьевичу высказаться как депутату Народного собрания Гагаузии. Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, к вам, кстати, одно замечание. На заседаниях Народного собрания вас очень плохо слышно. Поэтому хотелось бы, у вас такая всегда Предоставить точка зрения возможность. интересная, но для того, чтобы ее услышать. Да. Спасибо. Я просто хотела сказать о том, что, слушая вот Владимира Михайловича, у меня возник вопрос. Первый, здесь у нас есть юристы, которые могут ответить на этот вопрос. Конституционно ли вот это вот действие, согласительная комиссия, и вернуть вот тот закон на повторное рассмотрение и принять, изменить, внести изменения в Кодекс о выборах, вот о которых говорит Владимир Михайлович, это первое. И второе. Все эти действия проводятся, я как поняла, для того, чтобы Народное собрание Гагаузии вновь стало принимать законы. А нужно ли принять закон или можно обойтись без закона для того, чтобы все-таки ЦИК стал ЦИС и выборы можно было бы провести? Господину Бацану вопрос. Я думаю, что это к Игорю Владимировичу, потому что он разбирался вот в этой теме. Да, вот что касается законности этих действий, как правило, есть такая практика, это и международная практика, это и рекомендации Венецианской комиссии. В год выборов нежелательно придумывать, да, с точки зрения законодательной техники что-то, либо там, что касается внесения изменений и дополнений. Есть ли у нас законы в Республике Молдова? Конечно, есть. В том же самом постановлении Народного собрания Гагаузии депутаты делают ссылку, просто делают ссылку на Конституцию Республики Молдова, на Избирательный кодекс Республики Молдова, на уложение Гагаузии и Избирательный кодекс Гагаузии. И постановляют, вот что касается состава, это будет, еще раз повторюсь, Центральный избирательный совет. Речь идет не о названии, речь идет о статусе председателя, о статусе секретаря. Это не просто государственные служащие, это ответственные государственные служащие. И ключевое слово не государственные служащие, а ответственность. Если до сих пор представители ЦИКа Гагаузии говорили о том, что, извините, у нас нет правомочий для того, чтобы реагировать на какие-то нарушения, то согласно действующего избирательного законодательства Республики Молдова эти правомочия уже есть. Так я правильно понимаю, что избегают ответственности, и поэтому не хотим ЦИК? Не хотим ЦИС, простите? Избегают ответственности в том плане, что не хотят работать по законам Республики Молдова, потому что потом, когда придется работать в электоральном поле, скорее всего, им будут говорить о том, что вы продали или передали полномочия Гагаузии, да? А с другой стороны, то есть всегда, к большому сожалению, рассматривает гармонизацию законодательства через призму передачи полномочий Кишиневу, но с другой стороны, если мы говорим о правовом поле, правовое поле Республики Молдова едино, и вот что касается законодательного регулирования, выборы на территории АТО Гагаузии, региональные выборы, будут регламентироваться и избирательным кодексом Республики Молдова, и местными законами. Дело в том, что если речь пойдет о финансировании, если речь идет о нарушениях, если речь идет о ответственности, то будут применяться нормы Республики Молдова. В Гагаузии нет кодекса о правонарушении, в Гагаузии нет уголовного кодекса и так далее. Поэтому, естественно, мы должны руководствоваться как местными законами, так и национальным законодательством. Спасибо. Господин Постика, я хочу вопрос адресовать вам. Вы готовы на диалог с депутатами Народного собрания Гагаузии для того, чтобы найти общий и решить этот вопрос? С вашего позволения, я начну немного с истории 2022 года, потому что хотелось бы открыть немного скобки, потому что у нас этот диалог был. И в 2022 году мы тогда на уровне Центральной избирательной комиссии Республики Молдова и Центральной избирательной комиссии Гагаузии составили перечень, скажем так, принципиальных вопросов, которые должны каким-либо образом отразиться в Кодексе о выборах Республики Молдова. Был составлен большой перечень, который со временем был доведен до 10 пунктов и которые должны были быть отражены в Кодексе о выборах Республики Молдова для того, чтобы четко разграничить полномочия, кто, что, чем занимается. Практически вот нам во время вот этих дискуссий и с Народным собранием Гагаузии удалось найти компромисс по 8 пунктам. Осталось 2 пункта, по которым компромисс не был найден. Можете и назвать? которые оставлены были
на усмотрение чисто политических депутатов Народного собрания, депутатов парламента Республики Молдова. Первый вопрос был связан с финансированием избирательного органа Гагаузии, и второй вопрос был связан с названием. По финансированию, по нашим предложениям, которые мы на техническом уровне 2 ЦИКа составили, финансирование должно было быть из государственного бюджета. Постоянно действующий орган в системе органов, избирательных органов Республики Молдова, поэтому постоянное финансирование должно было быть из государственного бюджета, национальные выборы из государственного бюджета, региональные выборы, дополнительное финансирование только на выборы из регионального бюджета. К сожалению, моему сожалению, может быть, это хорошее решение, я не знаю. Коллеги из Народного собрания, они настояли на том, что финансирование текущее, постоянное, должно быть из бюджета Гагаузии. Почему настаивали? Какие аргументы были? Ну, и главным аргументом, чисто так, если популярно, дословно, кто платит, тот заказывает музыку. Вот такой был ответ. Очень понятный. Но в то же время, естественно, депутаты из Республики Молдова настояли на том, чтобы название было Центральная избирательная комиссия, потому как название Центральной избирательной комиссии есть в Конституции. Да, и не могут иметь в одном государстве быть две центральные избирательные комиссии. Да, это было в 90-х годах, когда не было постоянно действующей Центральной избирательной комиссии, тогда на каждые выборы создавалась отдельная Центральная избирательная комиссия, не имеет значения, на национальных, на региональных. И поэтому вот эта конфузия была. И на политическом уровне, потому что дальше они уже беседовали. Как я понимаю, депутаты парламента Республики Молдова сказали: хорошо, вы настаиваете на финансировании, мы настаиваем на названии. И получилось? Чисто если так посмотреть, чисто политически, я думаю, вот это и есть компромисс. Найден, да, это был компромисс. Почему дальше и каким образом мы зашли в тупик, неизвестно. И теперь постараюсь очень коротко на вопрос. Я прошу прощения, на русском более сложно коротко высказываться. Но мы говорим о законодательстве Республики Молдова. И в принципе в законодательстве есть такое правило. Когда есть противоречие между двумя нормами, есть четкое решение, какая норма применяется. Поэтому лично, опять же, с моей точки зрения, если бы поставить в центре Кодекса выборов Республики Молдова, использовать те термины, которые там есть, сроки, прошу прощения, которые там есть, и по избирательной кампании, и по регистрации кандидатов, и по условиям для допуска кандидатов, и только дописывать дополнительные условия, к примеру, не знаю, постоянное место жительства на территории Гагаузии, как минимум, там, я не знаю, 3 года, 2 года, знание гагаузского языка для Народного собрания, для депутатов Народного собрания, для Башкана, и вот эти вот, каким образом образуются округа. То есть то, что не предусмотрено уже в Кодексе о выборах. Да? Ну а если гагаузские депутаты согласятся на ЦИС, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова сможет эти выборы профинансировать? Профинансировать нет, потому что в бюджете Центральной избирательной комиссии Республики Молдова они не заложены. Они не заложены. Ясно. Да, естественно. Я хочу попросить Александра Григорьевича Тарнавского, вот уже несколько человек в этой студии высказались, и я думаю, что вы саккумулировали в себе, Александр Григорьевич, зная вас, что в результате, вашему взгляду, видно из того, что сложилось и как оно складывалось в Народном собрании вокруг назначения даты выборов, и все то, что говорили эксперты, что вы можете подметить, как на самом деле имеет отношение к реальной ситуации с назначением выборов, что может сделать Народное собрание, и ваш личный взгляд, и ваши предложения, как они сказались на общем процессе, который вот сейчас есть в Народном собрании. Потому что у вас были предложения личные к депутатам. Здравствуйте, спасибо за приглашение, за возможность пообщаться с коллегами, с экспертами, с гражданским обществом. Тема очень интересная. Вначале хочу сказать, что мы любим обобщать, Народное собрание, парламент,
Надо говорить точно, потому что и в парламенте Республики Молдова, и в Народном собрании Гагаузии есть устойчивое большинство, которое несет политическую ответственность за то, что происходит. Они принимают решения. Не все народное собрание. Есть оппозиция, есть люди, которые находятся у власти. И вот вся эта ситуация, которая сегодня сложилась в Гагаузии, это ответственность как раз вот этого большинства, которое есть в Народном собрании. Об этом надо говорить открыто. Принимается. Народное собрание Гагаузии вообще очень позитивно, эффективно начинало этот мандат. Я напомню, что были созданы комиссии по внесению изменений в уложение Гагаузии, и была создана комиссия по внесению изменений в избирательный кодекс Гагаузии. Потому что мы все эти моменты признавали и знали, что эти сложности есть. И этой гармонизации нет между Камратом и Кишиневым в избирательном праве. И эта комиссия работала несколько лет. Но нужно тоже Гагаузию разделить до 2023 года, когда пришел новый Башкан Гагаузии. Это июль, по-моему, месяц был инаугурации, и Гагаузия после. Вот все этот позитив и эффективность, они пропали. Народное собрание до 2023 года и после 2023 года – это абсолютно две разные институции. Первая была настроена на созидание, а вторая стала, к сожалению, послушным соратником политики Илана Шора. И эта ситуация продолжается. Именно Илан Шор был заинтересован в том, чтобы создать избирательный хаос в Гагаузии, который мы сегодня наблюдаем. И есть большинство, которое это продвигает. Абсолютно верно. Выборы в Народное собрание должны были пройти в ноябре 2025 года. Это норма уложения Гагаузии. К сожалению, сделали все, чтобы этого не провести. Мы с Михаилом Николаевичем Железоглом, моим коллегой, еще в январе 2025 года подали законодательную инициативу о том, чтобы назначить, пусть это и формально, потому что уложение пишет первое воскресенье после истечения 4-летнего мандата. Но формально нужно проголосовать, потому что определить конкретную дату, 16 ноября 2025 года. Эту инициативу до сих пор не рассмотрели. Вот то большинство, которое есть в Народном собрании. Нам говорят, нужен диалог между Камратом и Кишиневым. В 2023 году вот звенья одной цепи госпожа Гуцул стала Башканом. В декабре 2023 года разрушают институциональный диалог между Камратом и Кишиневым. Рабочая группа. Вы про рабочую группу говорите? Да. Ага. Исключают Центральную избирательную комиссию как постоянно действующий орган. Это все звенья одного в хронологическом порядке очень четко прослеживается. Это было все создано для того, чтобы мы оказались в том хаосе, в котором сегодня находимся. Что можно делать? Вообще надо вернуться немножко. У нас нет политической культуры еще в нашей стране. И отношение к закону об особом правовом статусе Гагаузии как части конституционного права Республики Молдова. Потому что вот многоуважаемые эксперты, ученые знают, что лучшие европейские автономии, у них статус автономии является частью конституционного поля. И невозможно вносить эти изменения, потому что они находятся на уровне Конституции. И там нужно... Некоторые автономии пошли еще дальше. Для того, чтобы изменить статус автономии, нужно взаимное согласие и парламента национального, и регионального парламента. И наш закон, к сожалению, 1994 года, он имеет статус органического и не внесен как имеющий особый правовой статус. И поэтому страна пошла по-другому. Они не вносят изменения в закон об особом правовом статусе Гагаузии, потому что там нужно 3/5. Они просто принимают другие органические законы, которые меняют суть закона об особом правовом статусе Гагаузии, но не вносятся в него физические изменения. То есть в законе о статусе Гагаузии было написано «Центральная избирательная комиссия Гагаузии» 1994 года. В 2022 году принимается избирательный кодекс Республики Молдова, где этой синдагмы нет. Центральный избирательный совет. Да. Закон об особом правовом статусе Гагаузии остался неизменным. То есть эта норма не работает. Простите, уточняю. То есть теперь получается, когда депутаты Народного собрания Гагаузии говорят, так, в нашем законе об особом правовом статусе есть ЦИК, значит, он у нас есть и точка. Это правильная позиция, на ваш взгляд? Это действительно так и есть. В законе о статусе Гагаузии написана комиссия. А значит, но этот закон носит органический характер. Такой же органический характер носит и избирательный кодекс Республики Молдова. Но он принят через 28 лет после закона об особом правовом статусе Гагаузии. И для судебной системы, которая является единой, национальной,
Избирательный кодекс Республики Молдова является высшим нормативным актом, и это проблема закона об особом правовом статусе Гагаузии. Вы считаете, что депутаты парламента обязаны были внести эти изменения в закон об особом правовом статусе Гагаузии? Правильно ли я понимаю? Нет, я считаю, что если бы у нас была правовая культура, то парламент Республики Молдова, когда вносит изменения в национальные законы, всегда бы сличал, а соответствуют ли они нормам, которые записаны в законе об особом правовом статусе Гагаузии. К сожалению, этого нет. И это проблема. Но для того, чтобы решать проблему, нужен диалог. А как его решать, если большинство Народного собрания с 23 года приостановило диалог на уровне рабочей группы? И сейчас мы слышим, надо восстановить диалог. Но для того, чтобы восстановить диалог, надо просто проголосовать за то, чтобы то постановление о приостановлении отменить. И эту законодательную инициативу мы опять же с Михаилом Николаевичем год назад подали в Народное собрание, до сих пор не рассмотрели. О восстановлении рабочей группы? О восстановлении рабочей группы. А вот совсем перед тем, как скажу уход, но исчез, то ли ушел, и исчез почти одновременно Константинов, было принято, он подписал какое-то распоряжение о восстановлении рабочей группы и включил туда несколько человек депутатов. Никаких движений по этой группе не было, либо на самом деле депутаты сочли это незаконным распоряжением, потому что за рабочую группу, за его членов должны были проголосовать на заседании Народного собрания Гагаузии. Да, я сейчас отвечу на этот вопрос, но немножко предыстории. Получается, чтобы сейчас разблокировать вопрос, который мы сегодня обсуждаем, нужен диалог между Камратом и Кишиневым. Кишинев, президент, председатель парламента официально заявили, мы не будем сотрудничать с исполнительной властью Гагаузии и с Народным собранием Гагаузии. Есть красные линии, которые они перешли с руководством. Возникает вопрос, а Гагаузию представляет только Башкан Гагаузии и председатель Народного собрания по закону. Если не вести отношения с этими должностными лицами, а тогда Гагаузия выпадает вообще из диалогового поля. И поэтому была уникальная площадка, рабочая группа, где даже несмотря на то, что не было отношений между Башканом, президентом, между правительством, исполкомом, между парламентом и Народным собранием, была диалоговая площадка, где мы вот эти вопросы, которые сегодня обсуждаем, могли решать. Но это было преднамеренно сделано, ее разрушили, эту диалоговую площадку, чтобы между Камратом и Кишиневым не просто диалога не было, никаких результатов не было. Это была цель, и она достигнута Иланом Шором. Возвращаясь к вопросу, извиняюсь, по рабочей группе, которую задел. Опять же, схоластика, игра. Приостановлен диалог постановлением Народного собрания. То есть за это проголосовало Народное собрание. Для того, чтобы его восстановить, нужно опять постановление Народного собрания. Его не было. Председатель Народного собрания подписал личное распоряжение. Этим распоряжением не восстанавливается диалог. То есть это игра. Все, что вы сейчас описали, уж простите, но я попрошу тут мнение наших экспертов, вернее, ваши комментарии на то, что сказано было как минимум двумя депутатами в этой студии. И, кстати, Екатерина, на площадке нашего ток-шоу могут общаться и депутаты Народного собрания, и представители центральных властей. И я прошу прощения, я хочу передать слово Нате. Нат, пожалуйста. Я добавлю просто в свойственной мне манере пару вводных, ложку дегтя, по поводу того, что сказал господин Тарнавский, по поводу того, что сказал КСА, просто для наших зрителей, которые следят за нашими дискуссиями. И мы должны сказать четко, почему был распущен ЦИК, потому что это было выгодно тому большинству в Народном собрании, да, тому президиуму и человеку, который сейчас находится в статусе обвиняемого и который скрылся, правильно? Которого нет в Гагаузии, которого неизвестно где искать, ну, если верить новостям. Я имею в виду экс-председателя НСГ Константинова. Бытует мнение в обществе правильных патриотов, как они себя называют, что замена ЦИК на ЦИС необходима Кишиневу. Для чего? Для того, чтобы управлять процессами, в том числе избирательными в Гагаузии. Но если опять посмотреть в суть проблемы, Народное собрание распустило ЦИК по причине якобы экономии средств бюджетных, правильно? Но что было не так с этим ЦИКом, мы тоже знаем. Во всяком случае, знают те, кто следит за политической ситуацией в Гагаузии. Именно благодаря этому ЦИКу мандат Башкана, который сейчас осужден, был признан, правильно? Потому что там было очень много вопросов к самому процессу выборов, очень много вопросов было к процедуре признания этого мандата. И, возможно, если бы ЦИК обратил внимание на все сообщения о нарушениях, которые
были зафиксированы в процессе выборов 2023 года, о которых, как мы тоже знаем, в прессе об этом говорилось, полиция сигнализировала. Если бы они на это реагировали, возможно, мы бы не имели такого башкана, потому что, ну, лично мое мнение, которое все знают, этот башкан позорит Гагаузию. То есть, и если я не ошибаюсь, она все-таки находится сейчас в статусе фигуранта другого дела, которое как раз рассматривает правомочность тех выборов 2023 года и признание ее мандата. Это да, но нам бы к Народному собранию и да, к выборам, Народному Наталья. собранию Спасибо. как раз то, о чем сказал господин Кыса, почему никто из депутатов не оспорил в Конституционном суде. Это как раз о том говорит, что при возникновении любых споров все равно приоритет отдается национальному законодательству. И поэтому простой ответ, почему они это знают. Ясно. Вот Спасибо, Наталья, спасибо. И у меня вопрос, все-таки не вопрос, а предложение двум экспертам в студии, господину Бацану и господину Постико, прокомментировать то, что вы услышали от двух депутатов Народного собрания Гагаузии. Почему для нас это важно? Потому что они именно те люди, которые... Кто-то не в этом большинстве, мы знаем, что господин Тарнавский не в этом большинстве, свое отличное мнение других депутатов очень часто высказывает и господин Кыса, но большинство принимает решения. Ваши комментарии можем узнать очень коротко, Да. и господин Бацан и Постико. Да, я хорошо знаком с аргументами господина Тарнавского, потому что я следил за заседаниями Народного собрания, там были разные предложения, например, господин Лейчев говорил о том, что надо признать, что оба названия Центральная избирательная комиссия или избирательный совет, они эквивалентны и так далее и тому подобное. И были ссылки на иерархию законов. Вот. И здесь очень интересный момент. Есть решение Конституционного суда, которое говорит, что в Республике Молдова есть 3 типа законов. Вот то, о чем вы говорили. Это ординарные законы, которые принимают с большинством присутствующих. Есть органические законы, есть конституционные законы. Никаких других законов быть не может. И я помню аргумент господина Лейча, он говорит, все-таки закон о специальном статусе, он как бы особенный, потому что вносить изменения в этот закон можно только 3/5 голосов. Поэтому делает, в любом случае, этот закон имеет свою особенность. Есть мнение конституционалистов и юристов в Кишиневе, которые говорят, избирательный кодекс – это тоже особенный закон, потому что этот избирательный кодекс регламентирует все выборы на территории Республики Молдова. Как найти баланс и определить, какой из этих законов имеет большую, скажем так, значимость, когда мы говорим о выборах. Потому что если мы говорим о выборах, то естественно, центральный закон о Кодекс о выборах Республики Молдова, он как бы перевешивает. Если мы говорим о полномочиях Гагаузии, то, естественно, этот закон так и называется, о специальном статусе. Поэтому здесь очень сложно. И решение, насколько я понимаю, попытались найти в госканцелярии, потому что я наблюдаю за диалогом, который, почему государственная канцелярия вмешивается во всем этом процессе. Здесь интересный момент. Мы не должны забывать о 2003 году, когда были приняты это изменение в Конституции на основании соглашения перед выборами между партией коммунистов Республики Молдова и Народным собранием. Это очень важный момент, потому что если посмотреть исторически название 111 статьи в Конституции, там было очень так размыто о специальном статусе для определенных регионов. После этого соглашения перед выборами, и мы помним, что в Гагаузии благодаря этому соглашению за партией коммунистов проголосовали 85%, внушительная А потом, когда коммунисты, я думали, что они были благонамеренными. В Конституцию, в статье 111 они внесли основные положения из закона о специальном статусе. Но 6-й пункт 111 статьи говорит о том, что
правительство Республики Молдова осуществляет надзор или контроль над тем, как в автономии, в Гагаузии исполняются национальные законы. И вот это все перевернуло, потому что уполномочено правительство Республики Молдова проводить вот этот контроль над тем, как в Гагаузии соблюдаются национальные законы. И это было внесено, я почему говорю, что партия коммунистов, они не были злонамеренно. Они обещали, потому что это были политические обещания, а когда начали работать юристы подошли сказать: извините, но Республика Молдова является унитарным государством. Если Республика Молдова является унитарным государством, есть образование Гагаузии со специальным статусом, то должен быть орган, который уполномочен контролировать, как на территории Гагаузии исполняются национальные законы. Вот ныне то, что мы имеем ситуацию с госканцелярией, они, исходя из статьи 31 закона о правительстве, они говорят: мы осуществляем вот этот контроль. И мы, исходя из статьи 31 и статьи 111 Конституции, мы осуществляем этот надзор. И мы имеем всю ситуацию, о которой вы говорили, господин Тарнавский. Теперь в этой ситуации что остается? Они обратились опять в суд, и мы уже знаем всю историю. Теперь мы в ситуации, когда, я не знаю, можно обратиться в Конституционный суд, и, кстати, Народное собрание по вопросам, касающимся Гагаузии, могут обратиться в Конституционный суд. И для нас это была проблема, почему это не происходит. Во-первых, я еще вернусь к очень важному вопросу. И второе, дождаться решения Высшей судебной палаты. И Высшая судебная палата должна решить этот вопрос: ЦИК Гагаузии или ЦИС Гагаузии. И это может быть ответ на ваш вопрос. На все вопросы. На все вопросы. До Конституционного суда и так далее и тому подобное. А в Кишиневе, когда я говорю с экспертами, говорят: ну мы не понимаем, почему в Гагаузии так плохо относятся к названию Центральный избирательный совет. Потому что все мы родом из страны Советов, и, казалось бы, в Гагаузии было бы выгоднее называть Центральный избирательный совет, а не комиссия, как Европейская комиссия, например. Я прошу прощения, пока мы будем ждать решения суда, как будут работать депутаты Народного собрания и насколько это все прописано. Народное собрание представляет гагаузскую автономию. Они могут принимать, скажем так, постановления, но они не могут принимать законы и вносить изменения в законы. Поэтому я не понимаю, что за согласительная комиссия. Вот госпожа Карамид задает очень толковый вопрос. Что за статус у этой согласительной комиссии? Как она может, скажем так, отменить то, что было принято уполномоченным органом, Народным собранием? Поэтому я не вижу другого выхода сейчас, кроме как дождаться решения Высшей судебной палаты. Да. Но у Народного собрания есть полномочия назначить новую избирательную комиссию или Центральный совет после 9 февраля. И также, но есть проблема, потому что вот, согласно изменениям, которые были внесены в законодательстве региональном, есть положение, которое говорит о том, что если не были назначены выборы в срок, то есть 16 ноября, то выборы должен назначить Башкан. Башкан должен назначить выборы. Нет, значит, исполняющий обязанности. Да. То есть, в принципе, решение есть, но надо все вот эти проблемы... Ясно. Спасибо большое, Константин Петрович. Безусловно, мы вам дадим слово, только перед этим короткий комментарий я просила на Давайте, сказанное. Константин Петрович. Константин Петрович, вы видите, как... 30 лет назад, создавая Гагаузию, вы думали, что вот Гагаузия будет в таком тупике правовом? Возьмите микрофон, пожалуйста, Константин Петрович. Уважаемые коллеги, я рад, что наконец-то диалоги пошли у нас. Катя, спасибо, что есть. А почему нет здесь исполкома?
Почему нет не всех людей, а почему где остальные? Почему они не появляются? Вы должны были сказать, пригласили таких-то, таких-то. Илья Узун, где он, Илья Узун? Но мы Илью Узуна очень Пригласили. много приглашаем. в наши Пригласили, всегда передачи. отказываются, давайте к сожалению. всех приглашать сюда. Первое. Второе. Что я хочу сказать. В прошлый раз я рад, что я был услышан. Я сидел там и сказал, надо пауза, не спешите. Я Тарнавскому говорю, куда вы спешите с выборами? Разберемся, что вы натворили там, а потом начнем выбор. Я что сказал? Пауза нужна. Я сегодня рад, что у нас... Так это вы ждали эту паузу, которую мы получили? Ну, конечно. Ну вот, теперь есть виновные, причем в нашей студии. А теперь что мы должны делать, значит, имея эту паузу? Ну давайте, да, Первое. если серьезно посмотреть. Значит, мы должны непременно, значит, объявить люстрацию. Каким образом, через какой механизм? Депутаты, которые провалились, они не имеют права баллотироваться. Надо подумать, как юридически это сделать, те, которые провалились. Второе. Мы должны делать публичное слушание. Вот этот бюджет, который вы приняли, Александр Григорьевич, ну, вы понимаете, она тянется, еще Ирина Влах, когда принимали этот бюджет. Я знаю этот бюджет. Мировой рекорд. Хотите, я еще раз напомню о мировом рекорде. Вы знаете, из бюджета 17% бюджета съедает руководство автономии. Вы можете себе представить? 123 миллиона, я не знаю, может сейчас изменения какие-то были. Было 60 миллионов в одну, потом удвоили они это. То есть публичное слушание. Господин Тарнавский почти никогда не голосует. А? Господин Тарнавский почти никогда не голосует. Константин Петрович, я прошу Я прощения. говорю о большинстве. А то, что Тарнавский не голосует, ничего там не изменилось. Значит, еще один момент. Я сейчас предлагаю. Только не надо меня перебивать. Пожалуйста. Мы в свое время, Екатерина Федоровна, в свое время, Бацан здесь, в 90-м году мы решали более сложные вопросы. Это мелочные вопросы. Что нужно? Всего-навсего желание. Вам ничего не надо. Желание решать вопросы. В 90-м году сложнейший вопрос, мы в Чемишле решали все эти вопросы. Сегодня не могут делить. Что не могут делить? Деньги не могут. Константин Петрович, потому мы вас и Не пригласили перебивайте в меня, студию. дайте говорить, пожалуйста. Мой возраст позволяет тому, что я, во-первых, депутат парламента Молдовы. Потому мы вас Бывший и приглашаем в депутат, не студию. бывает. Если есть замечания по уложению, то это мои ошибки. Я объясню, какие ошибки были в этом уложении по сей день. Эти ошибки продолжаются. Значит, что нужно? Как выйти из этой ситуации? Да. Легко. Легко выйти из этой ситуации. Я предлагаю, поддержите меня, пожалуйста, в ближайшее время провести в Камрате международную научно-практическую конференцию относительно нашей автономии. Пригласить зарубежных экспертов, турецких обязательно, Италия, Тирол обязательно, и, наконец, мы должны поставить точку над этим. Потому что мы должны, Катя, наконец-то мы должны разобраться с этим гибридом. Все смеются над нами. Вы знаете, что это за автономия? Без гагаузского языка. Гагаузская автономия без гагаузского языка – это гибрид. Вы понимаете, она не имеет права на дальнейшее. Мы не можем без гагаузского языка дальше развивать. Это не автономия. Она исчезнет через некоторое время. Еще один момент я хочу для телезрителей, может быть. С карты мира многие народы исчезли, северные народы. Исчезает и гагаузский этнос. В 2010 году все знали, Международная организация ЮНЕСКО объявил, гагаузский язык вошел в реестр исчезающих языков мира. Все, не будет больше автономии, не будет больше его. автономии. Да потому что она исчезает. Исчезнет язык, исчезнет автономия. Поэтому мы окончательно должны разобраться с статусом, какой статус автономия имеет. По поводу, какую я ошибку допустил, мы, авторы проекта, мы рассчитывали на совесть, что люди имеют совесть, и они знают о том, что автономия дана для возрождения гагаузского языка. Мы написали там 3 языка. Что делал табунщик, что делал начальяне, это автономное заседание. Они тихонько взяли, зачеркнули, никому не говоря ничего, 2 языка, государственного языка и гагаузского языка. И по сей день мы имеем вот такую уродливую автономию. Я еще раз говорю, неверующим, не будет гагаузского языка, не будет автономии. Не будет гагаузской автономии. Поэтому на этой международной конференции я готов участвовать. И публичное слушание, нужно с этим бюджетом разобраться.
Что сегодня какая борьба идет? Борьба остаться у власти. Настолько депутатам понравилась эта работа, настолько они хотят опять депутатами стать. Это так хорошо. Там же конверты с деньгами раздавали. Долларами, евро. Что произошло? Все. И все об этом знают. И поэтому сегодня спешат быстрее, быстрее. Мы хотим опять... Кто это делает? Это делает, прежде всего, куратор, главный куратор, который управляет автономией. Я каждый раз был очень рад и горжусь, что есть у нас такой Александр Григорьевич. Настолько он очень хорошо в адрес нашего деятеля, я имею в виду Илана Шор, высказывал свои позиции. И вдруг я слышу его, он хочет выборы. Ну куда выборы? Я уже говорил еще раз, господин Тарнавский, дай гагаузам решать, куда вы ведете. Вы спешите быстрее выборы. Выборы не будет до тех пор, пока наручники не наденут те, которые наворовали сколько. Сегодня 60 миллионов воровали вы. Законно узаконили эти деньги. Вы понимаете, с бюджета Гагаузи 17% бюджета они съедают. И это от того, что мы все молчим. Поэтому все это происходит. Пока прокуроры, пустите прокурора, пусть правоохранительные разберутся, кто сколько заполучил. И тогда я думаю, что вы не будете иметь права опять остаться там у власти. Извините, пожалуйста, я то, что смотрю, вот это беспредел, который происходит у нас в Гагаузии. Силами самих Гагаузии уничтожается гагаузская автономия. Это знаете. Спасибо, Константин Петрович. Смотрите, очень признательны вам за ваши такие и эмоциональные, и справедливые, и ваши такие убедительные убеждения. Но я попробовала несколько раз восстановить только потому, что и о бюджете, и о других вопросах это другие темы. Мы сегодня обсуждаем и очень хотели бы рационально использовать время и говорить вот об этом, как выйти из этой ситуации. Александр Петрович, я вам дам слово, но очень просил господин Бацан, видимо, 90-е годы напомнил господин Таушанжи. Я хочу поддержать господина Таушанжи, потому что я объясню почему. И вот юрист, господин Янак, он подчеркнул важную вещь, которая отвечает на вопрос, зачем нужна гагаузская автономия. И это прописано в преамбуле закона о специальном статусе. Господин Таушанжи отметил, это гагаузский язык, гагаузская идентичность и так далее и тому подобное. И это очень важно, я хочу подчеркнуть. Уважение к вам, госпожа Жекова, и к вам, госпожа Карамид, потому что в 2018 году ваш проект закона об использовании гагаузского языка, это породило надежду о том, что в конце концов все поймут, зачем нужна гагаузская автономия. Для того, чтобы гагаузский народ мог, вот как говорил господин Таушанжи, развиваться и свои корни помнить и приумножать, скажем так, культуру гагаузского народа. Но даже закон не помогает расширять сферу применения гагаузского языка, но это другая тема. Господин Постика. Дальше, Александр Григорьевич, вам даем слово. С вашего позволения, я тоже, с вашего позволения, попытаюсь продолжить нить господина Таушанжи, немного иллюстрации, и попытаюсь вернуться в сферу или в область темы нашего обсуждения. Потому что если мы будем смотреть на конфликт, который сейчас происходит и который рассматривается в суде, он немного связан вот с этой, образно говоря, с темой иллюстрации. Почему? Потому что технически Народное собрание попыталось дополнить 4 членами Центральный избирательный орган Гагаузии. Да? И получается, что они знали, что из действующего состава плюс эти 4 человека нужно избрать председателя и секретаря, которые будут иметь должность высокопоставленного госслужащего, да, персона функции демнитати публики, который попадает под положение закона 199 Республики Молдова, которым есть некоторые требования. И в принципе до того, как предложить этих людей, их необходимо проверить, вот провести вот эту, скажем так, образную иллюстрацию, направить запросы в ЧНА, в СИС, в это вот, получить ответы и уже после этого номинировать. А сейчас мое предложение, первое предложение, которое есть, если Народное собрание как минимум
пытается разблокировать ситуацию, до того, как назначить, проголосовать, они как минимум должны, это их политическая воля, но они формально должны обеспечить процедуру, наверное, для всех. Потому что они же не могут знать, кто станет председателем или секретарем. Конечно, конечно, да, разумно. Поэтому, но в конечном итоге, согласно Кодексу о выборах Республики Молдова, подтверждение этого статуса становится на Центральную избирательную комиссию. Поэтому я открою скобки. Когда бы назначили этих 4 человек, избрали председателя, вице-председателя и секретаря, коллеги из Гагаузии, они направили нам документы. Мы должны были сделать то, что не сделало Народное собрание. То есть мы направили. И получается таким образом, вот это, опять же, перейду, наверное, к пословицам, да, с больной головы на здоровую. Да? То есть вместо того, чтобы Народное собрание брало на себя ответственность, да, дается Центральной избирательной комиссии. То есть дается сейчас что? Вы имеете в виду Что определить если степень человек не каким-либо подходит? образом не соответствует некоторым критериям, то есть есть некоторые... чтобы об этом вы сказали, Центральная избирательная Да, чтобы это мы комиссия, сказали, а не- Центральная избирательная комиссия. И это уже немного неправильно. Чисто поэтому, с моей личной точки зрения, сейчас не надо тратить время. Сейчас до 9 февраля у Народного собрания, и если есть кандидатуры, вы их, во-первых, должны их проверить. Ну, а есть процедура, по которой надо их проверять? Конечно, она предусмотрена Очень законом хорошая 199. тема. Очень хорошая тема. Я хочу всем напомнить, что 21 декабря 2010 года Конституционный суд принял решение о как это называется, государственное служащее высокопоставленное, да? Ответственное, да. Есть 2 типа государственных служащих, или как это лучше выразить, в Республике Молдова. Те, у которых есть мандат, и отнять этот мандат невозможно. Вот они должны весь свой мандат отработать. И вот под этот закон попадают вот, сотрудники. не сотрудник, председатель и секретарь избирательного совета, Центрального избирательного Гагаузии. И в этом разница между избирательными советами районного уровня, потому что спрашивают, а чем отличается Центральный избирательный совет Гагаузии от остальных? Тем, что председатель и мандат имеет срок. Он защищен Конституцией. Их просто так вынести невозможно. И есть другие органы власти, которые политические. У них мандат, скажем так, как это называется, лояльности. Не понравилось, например, заменили. министр или до свидания. В этом есть суть, которая объясняет, почему Центральный совет Гагаузии отличается от советов, избирательных советов районного уровня. Ясно. Понимаете, и избирательный кодекс Республики Молдова подчеркивает это, что назначение вот членов избирательного совета Гагаузии производит Народное собрание Гагаузии. Вот в этом и состоит соблюдение, скажем так, прав Гагаузии касательно проведения выборов на территории региона. Это очень важно. Вот это решение Конституционного суда надо иметь в виду. И я надеюсь, вы помните, в связи с чем был принят этот закон, когда к власти пришел Альянс за европейскую интеграцию, они хотели политизировать все институты власти. И я помню, кто обратился в Конституционный суд. Это председатель Верховного суда Республики Молдова, потому что тогда Альянс хотел политизировать и назначать всех, и снимать когда угодно. Нельзя вот снимать, есть это решение Конституционного суда, основано на защите мандата. на решение ЧСП, ЕСПЧ, извините. Европейского суда по правам Да, по человека. правам человека. Спасибо, господин Бацан. Александр Григорьевич, вы хотели высказаться? Нет, я хотел, чтобы все высказывались. И не монополизировать, но я хочу вот прокомментировать. Если нет комментариев, Хочу то, прокомментировать, пожалуйста. да. Во-первых, я очень
очень уважаю мнение Константина Петровича, даже вот такое. Это очень важно, что есть разные мнения. Да, вы первый мой работодатель, и вообще человек старше меня. И я еще раз повторяюсь, я могу утверждать то, что могу проверить цифрами, доказать, показать, бюджет. Там я уверен на все 100. Если какие-то вопросы политические, тут я, конечно, на свои знания, опыт, но это не обязательно правильное мнение. Да? Но это мое личное мнение, я постараюсь его сформулировать. Я сам имею грех, у меня 3-й мандат депутата Народного собрания, и 2 предыдущих мандата мы продлевали себе полномочия. Разные были ситуации, но на самом деле мы работали больше 4 лет. Поэтому я активно продвигал изменения в уложении Гагаузии, чтобы было четко написано первое воскресенье после 4 лет, чтобы заканчивать вот с этими продлениями полномочий. И я приведу вам пример, например, господин Постика подтвердит, избирательный кодекс Республики Молдова, выборы примаров. Они в Молдове производятся последнее воскресенье октября, либо первое воскресенье ноября. Ага, и четко Строго как 4 часики. года. Да. И никто не собирается продлевать полномочия примаров. И я уверен, что нельзя было продлевать полномочия Народного собрания, несмотря на то, что есть огромный риск того, что депутаты Народного собрания будут от шора. Этот риск очень огромен. И этот риск, наверное, самый огромный на моем округе, потому что я открыто выступал, что Илан Шор – это зло. И это буду говорить всегда. Поэтому у меня самая большая вероятность, что Илан Шор сделает все в округе, чтобы я не выиграл. Но тем не менее, нельзя свои личные ожидания, эмоции ставить выше закона. Демократия – это когда человек доверяет тебе власть. Нам доверили на 4 года. Все, должны пройти выборы. Прокуроров запустить. А кто мешает прокурорам работать? Или всем правоохранительным органам сейчас? Это национальная система правосудия, национальная система наведения порядка. Пожалуйста, работайте. Отложить выборы. Насколько отложить выборы? Кто это решит, насколько отложить выборы? Я уверен, что затягивание выборов депутатов Народного собрания – это игра Илана Шора. Я в этом уверен, что он заинтересован в том, чтобы выборы не прошли. Почему? Потому что его все устраивает в Гагаузии. И исполнительный комитет, который он представлял, и большинство в Народном собрании, его все устраивает. А самое главное, что его устраивает, что нет диалога между Камратом и Кишиневым, что нет диалога между Камратом и международными партнерами, что нет инвестиций в Гагаузию, что народ здесь радикализируется, и им дали врага. Президента, Кишинев. И сами ничего не делают в Гагаузии, я имею в виду гагаузскую власть. Очень удобная позиция у Народного собрания, я выскажусь, извините. Да. Они свой мандат исчерпали, с ними никто не хочет разговаривать, но они получают заработную плату и не несут никакой ответственности перед людьми, которые доверили им власть. Они даже в Кишинев не ездят, потому что с ними никто не разговаривает. И каждый день продления выборов действует против Гагаузии, потому что Гагаузии не с кем разговаривать, негде решать проблемы граждан. Нету диалога между Камратом и Кишиневым. Мы 5% составная часть Республики Молдова. Мы не можем развиваться без Кишинева. Это показывают и экономические показатели, и бюджетные показатели. Поэтому, когда говорят, что выборы надо затянуть, это на руку Илану Шору, который сделал здесь бардак. Понимаете? И этот бардак продолжается. Почему Народное собрание с 2023 года не обратилось ни в Конституционный суд, ни с законодательной инициативой в парламент, чтобы изменить эту синтагму избирательный совет, избирательная комиссия? Они держали этот козырь, в кавычках, до конца, чтобы сейчас продлевать выборы. Я приведу пример закона об особом правовом статусе Гагаузии. Местные выборы по закону об особом правовом статусе Гагаузии назначает Народное собрание. То есть выборы примаров по закону об особом правовом статусе Гагаузии назначает Народное собрание. Прошли сейчас недавно выборы местные. Народное собрание назначало? Нет. Это сделал Кишинев. Кто-то возбудился в Гагаузии, кто-то сказал, что нарушена статья закона об особом правовом статусе Гагаузии. Промолчали. В законе об особом правовом статусе Гагаузии написана апелляционная палата Камрат. Она тоже сейчас реорганизована. Сейчас апелляционная палата Юг. Да. Кто-то в Гагаузии возмущается сейчас, что нет уже апелляционной палаты Камрат. Но это же записано в законе о статусе. Нет, прицепились именно к слову комиссия или совет. Прицепились специально, чтобы затянуть выборы. Я извиняюсь. Пожалуйста. Выход. Вот господин Инак сказал, что высшее судья, ждем сейчас решения судов. Зачем? Какие мы ждем решения судов? Мы голосовали 3 депутатов Народного собрания, я еще 2 коллег, что просто в постановление, там, где мы добавили этих членов, написать не ЦИК, а ЦИС. Одно слово в постановлении.
Канцелярия оспорила в судебной инстанции, вы знаете что? Нет. Никакие несоответствия между избирательным кодексом Республики Молдова и избирательным... Они просто синтагму. Что в Молдове нет уже Центральной избирательной комиссии Гагаузии, понятно, есть да. Центральный избирательный совет. И мы когда голосовали в Народном собрании, я предложил, ребята, мы все патриоты, мы все считаем, что закон об особом правовом статусе Гагаузии должен иметь другой уровень, но мы же должны быть немножко и прагматиками. Сейчас любая судебная инстанция отменит, что нету такого. Мы паспорт меняем из-за одной буквы, понимаете? А здесь название. Давайте согласимся, проголосуем, что это Центральный избирательный совет. Не дадим Кишиневу, не дадим канцелярии возможности оспорить это в судебной инстанции. Не поддержали. Не поддержали почему? Потому что их это устраивает. Вот этот бардак. Потому что... Выборы не проходят. И что? От этого теряет только Гагаузия. Нету диалога, нету инвестиций, нету бюджета, а мы ждем прокуроров. Каких прокуроров? Они есть. Пожалуйста, пусть выполняют свою функцию. Да. Спасибо, Александр Григорьевич. Мы остаемся в теме. Почему? Потому что мы продолжаем дальше говорить о ЦИС и ЦИК. Есть одно мнение, которое, эта тема, конечно, вы знаете, друзья, обсуждается в не так много СМИ в Гагаузии, но некоторые СМИ, довольно смелые, не такие, как общественная компания ГРТ, обсуждают вот эту тему. Почему в Народном собрании сложилась такая ситуация и что за история вокруг ЦИС и ЦИК? Наши коллеги Налав, Виталий Гайдаржи вместе с одним экспертом обсуждал. И давайте мы послушаем это мнение, и затем вернемся в господин студию. Гатишев высказывает свое мнение, давайте посмотрим. Пожалуйста, на экран. До принятия Республикой Молдова своего избирательного кодекса, нового, да, действовал старый кодекс, который предполагал, и региональное законодательство в этом тоже предполагало, действовал орган административный в Гагаузии, назывался Центральная избирательная комиссия, да, согласно 12 статьи Закона об особом правовом статусе, который регламентировал, организовал и проводил выборы, региональные выборы, подчеркиваю, только выборы депутатов Народного собрания и башкана. Все. Центральная избирательная комиссия Гагаузии не имела других полномочий в выборах других национальных выборов, выборов парламента Республики Молдова, выборов президента и выборов примаров и советников, местных, публичных. Что предполагалось? Когда был принят новый избирательный кодекс Республики Молдова, там четко в 36 статье, кстати, 36 статья этого кодекса полностью посвящена Гагаузии, формированию Центрального избирательного совета, и Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, пользуясь новым избирательным кодексом, там четко написала, что Гагаузия формирует Центральный избирательный совет, но на основании 12 статьи Закона об особом правовом статусе. В законе об особом правовом статусе написано, что Гагаузия формирует Центральную избирательную комиссию для организации проведения выборов. Вот Центральная избирательная комиссия в этом законе написана не как единичное название единичного субъекта, а как комиссия, которая организовывает выборы. То есть это как субъект собирательный? Как субъект собирательный, да. Это не единичное, это собирательное понятие. Центральная избирательная комиссия позволила Гагаузии, слушайте, вот вам Центральная избирательная комиссия, просто ее переименуем в Центральный избирательный совет, потому что там, помните, конституционно не может быть два избирательных комиссии, и там еще ряд. Но порядок формирования, деятельность этой комиссии, Центральной избирательной комиссии, которая отныне будет называться Центральный избирательный совет, абсолютно не меняется. Центральная избирательная комиссия четко сказала, что формируйте согласно вашему законодательству, Закону об особом правовом статусе, уложения и вашего избирательного местного кодекса. В чем предполагалось? Центральная избирательная комиссия Гагаузии формируется 3 члена от Народного собрания, 3 члена от исполнительного комитета, обратите внимание, региональная власть представлена уже 6 людьми, и 3 человека, один потом поменяли, 3 человека должно быть от судебной системы, но потом переименовали в одного человека. 7 должно быть так сейчас. Центральная избирательная комиссия сказала, окей, вы так формируете Центральную избирательную комиссию, пожалуйста, но называем совет почему? Потому что как только заканчиваются выборы народного собрания или выборы башкана, руководитель, председатель этого Центрального избирательного совета Гагаузии и секретарь Центрального избирательного совета Гагаузии автоматически становятся руководителями окружного избирательного совета Гагаузии, который дальше организовывает и проводит, администрирует выборы в парламент, выборы президента и выборы примаров и советников. Почему это было сделано? Потому что Молдова унифицирует свое законодательство с европейской, а там одно требование.
Административные органы, занимающиеся выборами или организующие, проводящие выборы, они должны быть перманентны. Они не могут образовываться, потом не работать, работать, не работать. Это орган, структура, которая занимает полностью. Вот такое мнение господина Гатишан. И вот, понимаете, я думаю, что депутаты Народного собрания Гагаузии должны и обязаны, скорее всего, слышать и общественность, которая и вот такие мнения озвучивает. Господин Мацанов, во время ролика вы одобрительно кивали головой. Судя по всему, были согласны с тем, кто выступал и комментировал. Абсолютно, название. потому что нечего возразить. Человек компетентно говорит, и его аргументы очень сильные. В общем, есть люди в Гагаузии, которые могут правильно донести информацию и депутатам Народного собрания, и общественности Гагаузии. Ну, я говорю, что нечего возразить, потому что человек объяснил очень толково. Видно, что человек компетентный. Смотрите, ЦИС и ЦИК стали просто как такими триггерными словами в гагаузском обществе, потому что митинги проводят, на которых тоже говорят о ЦИС и ЦИК. Но не говорят люди о том, насколько важно все-таки посмотреть на это не просто не цискайте нам с Кишинева там, и такие мысли были, да, но при чем тут это? То есть очень важный вопрос, срыв выборов, да, удлинение своего мандата. Депутаты прикрывают какими-то, дескать, там, что это такое? Мы как хотим, так и называем. Среди представителей гагаузской общественности есть очень много людей, не только господин Гатишан, и не только ЛАВ. Есть другие представители СМИ, это и Радио Молдова Камрад, и Нокта, реже ГРТ, но, как ни странно, стали тоже говорить на эту тему, слава богу. Теперь уже, после того, как оттуда сбежал, ушел, или я не знаю, каким образом там ушел руководитель общественной компании, который был ставленником Шора, общественность тоже стала об этом говорить вслух. И вот среди нас тоже есть, среди участников этой передачи нашей, есть люди, которые открыто говорят и указывают депутатам на то, что занимаетесь не тем, чем положено. И так мы сказать, хотели бы, диванные да? эксперты. Диванный эксперт Денис Пынтя. Хотелось бы вам передать Всем слово. добрый день. Я, наверное, начну с того, что поддержу Константина Петровича, и мы говорим. Да. Ну вот. Вы еще даже не знаете в чем. Уже согласен. О том, что он начал говорить, что проблемы гагаузского языка, бюджет, и вы начали поправлять, что мы сегодня касаемся темы выборов. Но это звенья одной цепи. Потому что сегодня мы потеряли понятие, для чего нам нужна Гагаузия, для чего она вообще создана. Мы запутались, и мы начали просто играть в каких-то серьезных политиков. Депутаты сегодня забыли. Мы, гагаузские депутаты, мы сегодня живем в Республике Молдова. Мы подчиняемся в первую очередь законам Республики Молдова. И отсюда все должно идти. Гагаузские депутаты сегодня, мое сугубо личное мнение со стороны, они разговаривают, как будто Гагаузия, независимое государство, разговаривает с независимым государством Республики Молдова. Мы все подчиняемся сегодня центральным органам власти. И я, наверное, сейчас внесу такое предложение. Если сегодня депутаты не будут делить почти 2 миллиарда бюджета, а будут делить свои 400 миллионов собственных доходов, содержать чиновников из этих же 400 миллионов доходов, тогда, я думаю, желающих депутатов будет меньше, чиновников будет меньше, и продуктивности будет больше. И из этого все начинается. Сегодня мы должны понять не ЦИС. Уберите, пожалуйста, закончились полномочия, уберите. Просто смотрю, Александр Григорьевич, на вас, вы как представитель Народного собрания, но это не конкретно к вам. Сегодня закончились полномочия, закончились зарплаты, закончились служебные автомобили, служебное топливо. И я думаю, сразу объявят выборы, потому что как может быть сегодня 3 года? 3 года мы знаем о проблеме, что нужно будет проводить выборы, и у нас, как обычно, зима наступила неожиданно. Мы не были к этому готовы. У меня вопрос к депутатам. За что вы получали все время зарплаты? Если вы не можете решить, я слушаю экспертов, депутатов, там мы совершили ошибку, там депутаты тоже совершили ошибку, там они недоразобрались, там они недопоняли. Зачем мы содержим тогда юридический, там есть же юридический отдел в Народном собрании, правильно, целый, есть, который конечно. получает зарплату. И если столько правовых ошибок, зачем они там все нужны? Давайте оставим одного-двух человек, давайте оставим 5 депутатов, которые здравомыслящие, и они будут решать все вопросы. Хватаюсь иногда за голову, когда говорят очень часто на Народном собрании, на нас смотрит весь мир, международные эксперты,
там обращение к Трампу. Просто давайте депутаты Народного собрания поедут в Кишинев, центральным властям, сядут за стол переговоров, просто сядут и поговорят. И я думаю, они найдут диалог, не могут с председателем там, Народного собрания, не могут с Башканом. Но есть нормальные депутаты, и здесь, наверное, нужна воля Кишинева тоже. Есть же разные каналы, просто сесть и поговорить друг с другом. Нам не нужен Трамп, не нужен... Круглый стол, господин Куса говорит, был, я вчера смотрел, я прямо удивился. У нас так это был круглый стол вчерашний с Викторией проводили Фуртуной? круглый стол, там был, по-моему, исполняющий обязанности Башкана, исполняющий обязанности председателя, депутаты, какие-то эксперты. И они решали, как проводить выборы с человеком, который даже не является депутатом Республики Молдова, госпожой Фуртуна. Она даже не в оппозиции, там была бы депутатом, предположим, парламента, и была бы в оппозиции, там может как-то... Она просто человек, политик. Я сегодня могу сказать, я тоже политик, там один раз куда-то баллотировался. Все, давайте будем решать со мной, как выйти из ситуации. Вы не должны вон там решать, вы должны просто сесть 100 километров в час езды, сесть нормально, поговорить, и я думаю, Кишинев скажет, вот такие у нас условия, Гагаузия скажет, да, у нас вот здесь тоже нашли взаимопонимание, и все, выбрали. И решили все вопросы. Может быть, все-таки стоит приехать директору СИБа вот я думаю, да. Еще разок, и я думаю, всех. И еще один момент. Я много раз сидел в комиссиях, в советах, в комиссиях на разных выборах. И сегодня, послушав представителя ЦИК, я понимаю, что сегодня новый закон о выборах стандартизирует, унифицирует все выборы в Республике Молдова. Потому что, когда я участвовал в выборах, у нас проводятся выборы молдавские. Все, мы изучаем молдавский кодекс о выборах. Все, потом мы сидим на гагаузских выборах, мы начинаем, сейчас подождите, в Молдове было так, а в Гагаузии вот так. Вот, там есть маленькие, сейчас вы предлагаете маленькие изменения, в отличие между... Специфические. Кишинев хочет пойти сделать легче жизнь всем. Гагаузы говорят, нет, у нас автономия, мы будем по-своему, и начинают изобретать заново колесо. И так во многих, я просто не хочу сейчас вдаваться в подробности, и так во многих областях, по многим управлениям происходит то, что сейчас происходит. Ну и за 6 миллионов лей пусть вот Кишинев заказывает с этого музыку. надо начинать. Еще раз я хочу сказать, мы живем в Республике Молдова. Это в первую очередь. И когда все депутаты и члены исполкома поймут, что мы живем в Республике Молдова, не может сегодня быть у нас управление внешних связей Гагаузии, Молдова сегодня смотрит в сторону Европейского Союза, а управление внешних связей, мы автономия, мы смотрим в какую-то другую сторону. Мы часть единой страны, Республики Молдова. И мы сегодня должны смотреть все в едином направлении. Денис, не найдем ни одного депутата, наверное, если бы мы сейчас вдруг имели бы возможность у всех 30 с лишним депутатов спросить, вы за то, чтобы продолжить диалог с Кишиневым? Я далека от мысли, что на сегодняшний момент не найдется ни один депутат, который скажет, не, нам диалог не нужен. Они его сами прикрыли, как только что сказал Александр Григорьевич здесь, прикрыли этот канал диалога, и все делают для того, что на словах мы за диалог, а на деле конкретных действий, которые могли бы позволить сделать эти шаги. И ты, когда говоришь, можно просто с депутатами встретиться, обговорить, нужен же какой-то статус для этих... Я сказал, нужна воля Кишинева. Я не понимаю, у меня вопрос очень серьезный к Кишиневу. Сегодня целый регион находится в правовом коллапсе. Это уже прямо такое словосочетание у нас стало, правовой коллапс. Президент, премьер-министр, председатель парламента. Я не слышу их мнения. Вот я житель Гагаузии, я оказался в заложниках сегодня. Сегодня засели чиновники на 2-3 этаже, и их не выгнать. Никак, получается, они говорят, ЦИК, совет, комиссия, все. Я сижу, я хочу других людей. Исполком там вообще-то, там они могут 10 лет это решать. На полном серьезе, мы знаем, когда будет оглашен результат там судов. Не знаем. Александр Григорьевич, вот ваши избиратели, ну и не только ваши избиратели, наверняка посмотрят эту передачу, и у них возникнет вопрос, стоит ли вообще выходить на выборы депутатов Народного собрания? После того, что происходит сейчас в Народном собрании, как депутаты держатся за свои... Это ключевая тема, потому что мы переоцениваем вот сегодняшнюю тему, что она волнует наших людей или избирателей, как называется комиссия. Поверьте мне, это избиратели не беспокоит. Абсолютно согласен. Избирателей беспокоит то, что Народное собрание девальвировано, то есть оно потеряло свое уважение как орган.
И я боюсь, что предстоящие выборы будут очень странные в части выхода избирателей, если, конечно, не будет подкупа. Если будет подкуп, то будет и высокая явка, и подвоз, и так далее, и так далее. Если просто оставить людей честно выбирать тех, кого они бы хотели, чтобы их представляли в Народном собрании, то выборы будут на грани провала. Потому что люди максимально разочарованы в Народном собрании Гагаузии, вообще в органах власти Гагаузии. И на самом деле у нас сегодня дискуссия, но она немножко глубже, потому что оттенила проблему закона об особом правовом статусе Гагаузии. Потому что на самом деле, вот много говорят, надо соблюдать национальное законодательство. Но закон об особом правовом статусе Гагаузии – это национальный закон. Да, и один как из раз законов. Венецианская комиссия, вот господин Бацан говорил, когда в 2003 году вносили изменения в Конституцию, тогда запросили мнение Венецианской комиссии. Венецианская комиссия высказалась, что закон об особом правовом статусе Гагаузии должен иметь специальный конституционный статус, либо специально правовой, то есть быть на ступенечку выше, чем органические законы. Это сказала Венецианская комиссия. То есть между Камратом и Кишиневым всегда есть разногласия. Это нормально, потому что автономия всегда стремится к большей самостоятельности, государство унитарное стремится к большей, наоборот. Централизация – это нормально, но мы всегда прибегаем к арбитражу, к нашим коллегам, к нашим экспертам из Венецианской комиссии, из Европейского сообщества, которые нас, помогают нам выходить из той или иной ситуации. И я напомню, что вот эта рабочая группа, она поддержана посольством Швеции и финским проектом CMI. Люди вложили деньги, а мы их взяли, просто оскорбили тем, что вышли из этой диалоговой площадки. И не приглашаем их мнение, экспертов, для того, чтобы выйти вот из этой ситуации. То есть коллеги говорят, надо просто поехать в Кишинев, нужен диалог. Снимаем розовые очки, ребят. У нас вчера госпожа Фуртуна, которая Европейский Союз ввел санкции, приезжает в Народное собрание Гагаузии, с ним встречается руководство Гагаузии. О каком Европейском Союзе, о какой Венецианской комиссии? О чем мы вообще говорим? Когда человек, который европейский континент санкционировал, приезжает в Гагаузию, а мы говорим, надо, чтобы они поехали на диалог с Кишиневым. Куда? Они не хотят диалога. Мы немножко не осознаем, что захватили наши органы власти. Илон Шор продолжает свою политику. Понимаете? Это очень опасно. И мне кажется, что только выборы могут разблокировать этот процесс, потому что есть шанс, он маленький, что придут другие люди. Другие люди, не вижу шанса, другие люди, будем которые думать, будут что настроены на то, что мы должны строить одно государство, общее, с общими приоритетами, что нам нужен диалог с международными партнерами. А сейчас у нас захватили власть в Гагаузии для решения корыстных вопросов. Им избиратели, им ничего не интересно. Надо эти розовые очки снять. Они не будут проводить выборы максимально долго. Александр Григорьевич, я здесь видел... Я прошу прощения. Микрофон рядышком. Они неразговорчивые. Я же предложил выход. Почему вы молчите? Я предложил пригласить международных экспертов, в том числе Турции, сделать очень солидные международные. Они как мыши будут там сидеть. Поэтому они с вами не считаются, потому что они считают, что с ними надо считаться. Поэтому я прошу ваше мнение по поводу проведения в Камрате такой международной, в том числе турецких наших. Кто должен провести эту международную конференцию гражданское общество. А кто проводит? Кто такое гражданское общество? Гражданское общество, это мы с вами. Уважаемые участники, представители гражданского общества, Кансим Петрович Таушамжи, профессор Камратского госуниверситета, один из основателей, один из ярких сподвижников тех людей, которые стояли у основания гагаузской автономии, просит нас с вами, рядовых людей, которые устали от депутатов, от вот этого беззакония, которое творят в Народном собрании Гагаузии, просят нас с вами организовать, организовать международную конференцию. Мы можем выступить модераторами. Спасибо. Предложите другой выход. Я предложил выход. А знаете, у меня какой вопрос? Есть депутатов всех уровней, тогда решало все. А ну вспомните, как решались. Кансим Петрович, дайте, пожалуйста, возможность мне задать вопрос, так как мы с Сергеем задумали в этой студии, уважаемые участники. Здесь потому есть представители общественности, и мы в самом начале нашего ток-шоу сказали, что у каждого из вас будет право
высказать свою точку зрения, если у вас это мнение есть. Мы не обязываем, но мы даем такую возможность, и для этого мы приглашаем сюда участников. Сергей предоставлял слово Денису, и представили его как диванного эксперта. Человек завел свой проект, и мы понимаем, что это такая не просто смелое заявление, и вы слышите сегодня, сейчас здесь, кстати, спасибо, что принял наше приглашение, пришел сюда. Как мне кажется, очень важно дать возможность людям с активной гражданской позицией говорить и спросить у этих людей, а почему вы это делаете? Ведь очень многие отмалчиваются в нашем обществе, потому что в гагаузском обществе, как минимум, да, считают, что а зачем оно мне надо, все равно это ничего не изменит. Но мы с вами, жители этой автономии, мы с вами граждане этой страны. Если мы не хотим что-то менять, это означает, что мы и не изменим ничего. Если мы хотим, сегодня 1 голос, завтра 10, послезавтра 40, 50, и так будет большинство людей, которые понимают, куда нас заводят депутаты. А сегодня в Народном собрании Гагаузии, на мой взгляд, мы слышим голоса 3-4 депутатов, и есть голоса молчаливые, простите. Не об этом речь сегодня, но тех депутатов, которые из-за невозможности больше видеть себя в этом созыве Народного собрания просто не посещают. Такие депутаты есть, не посещают заседания, потому что разочарование выше их сил. И это наше с вами гагаузское сообщество. Поэтому мой вопрос сейчас к вам, к людям, которые представляют здесь гражданское общество. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, к депутату Народного собрания, к юристам, пожалуйста. Константин Петрович, Надежда Георгиевна, если Наталья, вы хотите что-то еще сказать, самое Татьяна, время. у вас есть вопросы? Если есть к экспертам. Можно у меня один вопрос к эксперту? Пожалуйста. Я тоже спрашиваю. Конечно. У меня вопрос. Почему молчат о данной ситуации? Вот госпожа президент, премьер-министр, председатель парламента. Они же даже целый регион, вот я же говорю, в правом коллапсе. И я не слышал их официальных заявлений и попытки там выйти из кризиса, там какие-то советы, либо призыв к диалогу. Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Надо спросить у президента и у председателя правительства. Мы же часть Республики Молдова. Совершенно верно, это хороший вопрос. Я полагаю, что в Кишиневе и президент, и премьер-министр, и парламент дожидались организации выборов, которые приведут дела, скажем так, в норму. И я полагаю, что здесь есть вопрос, содержит намек, почему госпожа президент не назначила Балшкана Гагаузии. И это очень важно, и я отвечу на этот вопрос. Не назначила членом правительства. Членом правительства, да. Дело в том, что решение Конституционного суда состоялось 19 июня по партии ШОР, неконституционной. А госпожа Гуцул была приведена к присяге в июле месяце, вы отметили, то есть позже, после того, как было принято решение Конституционного суда. Теперь читаем очень внимательно решение Конституционного суда. В конце решения есть особые положения об эффектах принятого решения. И Конституционный суд говорит, что депутаты, примары от неконституционной партии, они продолжают свою деятельность. Но те, которые находятся в состоянии ожидания, то есть те, которые в списках, но еще не назначены советниками, депутатами, они заморожены. И там четко написано, если теперь распространяем вот это решение Конституционного суда и эффекты на то, что президент должен назначить члена правительства от партии ШОР, то вот это решение Конституционного суда просто запрещает президенту это делать. Если бы президент это сделал, любой депутат мог бы обратиться в Конституционный суд и сказать: госпожа президент, вы не учитываете решение Конституционного суда. Про нынешнюю ситуацию. А нынешняя ситуация, она очень интересна, потому что я говорю, что надо дождаться выборов, которые проведут... А как их дождаться, господин Бацан? Нет, но вот смотрите, я вам скажу очень интересно. Я еще под впечатлением выступления господина Гатишана. Вы знаете, он напомнил о юриспруденции Конституционного суда. Мы имеем четкий ориентир сейчас, потому что вспомните 1998 год, когда была проведена территориальная
административная реформа. И коммунисты обратились в Конституционный суд, сказали, смотрите, территория Республики Молдова организована в селах, городах и районах. Почему вы приняли закон с жудецами? Конституционный суд принял решение, сказал точно то, что сказал господин Готишан. Понятие «район» — это деномерия дженерика, то есть общее понятие. И вот я сейчас совершенно уверен после этого объяснения господина Готишана, что вот обращение в Высшую судебную палату или в Конституционный суд, они скажут, уже есть юриспруденция Конституционного суда о том, что есть общее понятие, а когда вот общее понятие, скажем так, неприменимо, потому что в случае с избирательным кодексом мы не можем иметь две центральные избирательные комиссии, я думаю, что вот эта юриспруденция, которая была опробована в 2002 году, когда Конституционный суд высказался по этому вопросу, она разрешает проблему. То есть сейчас надо признать, что выход из ситуации – это Центральный избирательный совет Гагаузии по юриспруденции Конституционного суда. Это решает проблему. Народное собрание может избрать, назначить членов избирательной комиссии, учитывая то, что говорил господин Постик, потому что это функционарь персоны де дигнитати публика, и они должны пройти эту проверку, и ситуация нормализируется и придет в нормальное русло. Вы знаете, удивительный сейчас момент произошел. Господин Бацан говорит только что, вы услышали, да, я повторю ваше мнение, решением проблемы может быть ЦИС и пошли выборы, правильно? Да. Вы об этом говорите. Да. Это же господин Тарнавский говорил на заседании Народного собрания Гагаузии своим коллегам. И у нас есть видео, где депутат Народного собрания Гагаузии отвечает на сказанное вами, Александр Григорьевич. Давайте посмотрим вместе и опять вернемся в студию к мнениям. Значит, то, что куда вы нас толкаете, ребята, значит, это точно выборов не будет. И это будут последние выборы в Народное собрание. Поэтому давайте мы, во-первых, на сегодняшний день не имеем права изменять законодательство. ЦИС и ЦИК – это две разные вещи. Центральный избирательный совет и Центральная избирательная комиссия, которая заложена у нас фундаментально в законе, мы не имеем на сегодня это право делать. И если мы пойдем на эту авантюру, то точно у нас это будут последние выборы. И это будет тянуться, и тогда наши действительно мы закончим плачевно. То есть Александр Тарнавский на заседании предлагает все-таки дать название ЦИС и запустить механизм и провести выборы. Депутат выступает и говорит, если мы назовем это ЦИС, это будут последние выборы, которые мы проводим, и нам это будет непростительно. Понимаете, вот смотрите, одно слово, которое камень преткновения для решения главного вопроса, который стоит на повестке дня в жизни законодательного органа, у которого мандат истек. И как тут правильно подметили и представители общественности Денис, деньги продолжают дальше получать. То есть общество недовольно этим народным собранием Гагаузии, но общество об этом не говорит, оно пассивно. Частично тут отмечали в студии, что люди разочарованы, а когда у человека разочарование, он не хочет вообще слышать, не то, что может быть и говорить, да? Но нам, гагаузам, в этом обществе что-то с этим надо делать. Итак, к чему я хочу подвести сейчас следующих выступающих, если у нас такие есть. Вы слышали, что мы представили мнение про ЦИК и про ЦИС господина Готишана, и мы слышали мнение депутата, и тут в студии сидит господин Тарнавский, скромно не говорит, но я вам напомнила, что именно он настаивал на заседании Народного собрания Гагаузии, давайте проголосуем за то, чтобы это был ЦИС, и чтобы развязать этот Гордеев узел, и провести эти выборы. Вот смотрите, давайте сейчас, кто хочет высказаться, пожалуйста, выскажитесь, но именно о вот этом получается, что проблема в том, чтобы поднять руки и проголосовать, и признать, что есть национальное законодательство, как и тут в студии говорили, и господин Готишан это отметил. Давайте мы назовем это ЦИС, признаем все те нормы, которые нужны для функционирования этого самого ЦИС, создадим комиссию, запустим выборы и с честью проведем то, что должны сделать депутаты, у которых мандат истек.
как вы, как представители общественности, я обращаюсь сейчас в первую очередь к вам, не к экспертам, и не к особым участникам этой передачи, как вы оцениваете и что вы намерены предложить гагаузскому обществу для того, чтобы мы помогли депутатам понять, что так нельзя дальше? Лена Федоровна. Вообще, мне кажется, что проблема заключается в том, что некоторые политики, некоторые депутаты в Гагаузии используют свою власть в личных целях. Используя ее в личных целях, они и в личных интересах, они позволяют каким-то другим людям, субъектам, не проживающим у нас в стране, реализовывать свои какие-то интересы на территории нашей автономии. И, к сожалению, я сегодня вообще не вижу проблемы в том, чтобы ЦИК стал ЦИС. Вообще проблемы не вижу. После объяснения, которое дал господин Янак, я прекрасно понимаю, что если сегодня есть воля и есть желание, депутаты просто могут поднять руку и принять постановления, которые были, действия которых приостановлены Конституционным судом, могут принять эти постановления просто одним поднятием руки, потому что действовать будет Кодекс о выборах Республики Молдова, и эти постановления будут соответствовать вот этому важному документу. И ни госканцелярия, никто не сможет сказать о том, что что-то сделано неправильно. Это первый момент. Второй. Мы говорили о том, что это решение было принято большинством в Народном собрании Гагаузии, к которому и не имеет отношения ни Александр Григорьевич, который сидит здесь у нас в зале, ни Михаил Николаевич Железогло, ни ряд других депутатов. Мне кажется, что, конечно же, нужен диалог, и без диалога мы никуда не пойдем дальше. Этот диалог нужен не только в нынешней ситуации, он нужен нам и завтра, и послезавтра, потому что спорные вопросы будут возникать всегда. Но сейчас, на данный момент, я вижу такой вот выход из этой ситуации. Все-таки восстановить работу рабочей группы, но в эту рабочую группу не имеет права входить то большинство, которое голосовало за то, чтобы приостановить деятельность ЦИК. В нее не имеют права входить те, кто голосовал за какие-то другие законы и постановления, которые привели автономию вот к той ситуации, в которой она сегодня находится. Вот это мой вывод, который я сделала здесь, послушав экспертов, послушав депутатов Народного собрания Гагаузии и наблюдая за тем, что происходит в Гагаузии на протяжении не последних 3 лет, а чуть больше, наверное, 10-15 лет. Я быстренько выскажу свое мнение, потом Денис передам вам слово. Я считаю, что выборы обязательно Народное собрание состоятся, но это пройдет либо весной, либо летом. Почему? Потому что мы видим, какая сейчас погода на улице. И многие из нас понимают, что на выборы Народное собрание Гагаузии, на выборы Башкана выходит больше взрослого поколения. И мы знаем, как полиция следит за тем, чтобы не было подвоза. В связи с погодными условиями многие не захотят просто выходить на выборы Народного собрания. Я думаю, что чуть-чуть депутаты Народного собрания потянут время, подождут, пока погода потеплеет, и обязательно проголосуют за ЦИС. Это Вот мое личное мнение. Оптимистично, да? Прямо вот по этому видео я смотрел это очень внимательно заседание Народного собрания. Там звучало такое мнение, что вот если мы назовем совет, то Гагаузия потеряет еще очередную часть своих полномочий. Я хочу задать простой вопрос вот всем сидящим здесь, всем жителям Гагаузии, вот кто смотрит эту передачу. Ответьте мне на простой вопрос. Если будет называться не комиссия, а совет, каждый из нас насколько почувствует ущемление прав как жителя Гагаузии? Я думаю, ровно 0. Просто я прошу еще раз, обращаюсь ко всем депутатам, чиновникам, членам исполкома, хватит просто вот такими мелкими вещами манипулировать нами, простыми жителями, и настраивать нас против всей Молдовы и центральных властей. Как только они перестанут это делать, так у нас поезд тронется. Ну и представители общественности, да, мы завершим обязательно вашим мнением этот выпуск, мы уже подходим к завершению. Я просто очень хотела еще раз предложить, если есть представители общественности, которые хотят еще высказаться, либо задать свои вопросы. Александр Григорьевич, да? Тогда перед завершением передачи, пожалуйста, да. Мы вообще забываем, что есть нормы права, что есть в том же законе об особом правовом статусе Гагаузии написано, что Народное собрание избирается на 4-летний срок. В том же законе об особом правовом статусе Гагаузии. Пошел уже 5-й год, понимаете? А кого это смущает? Выборы в парламент Республики Молдова, которые были недавно.
Скажите, пожалуйста, был же огромный риск, что те, кто поддерживает Шора, пройдут в парламент и страна вообще изменится. Был же этот риск, что парламент Республики Молдова не проводил выборы? Нет, он провел выборы в соответствии с законом, в срок, несмотря на все риски. Просто напрягли систему правосудия, правопорядка для того, чтобы выборы прошли демократично и честно. У меня такая же просьба Кишинева, потому что вот Денис правильный вопрос задал. А мы не слышим мнения Кишинева. Хотя мы можем сделать определенные выводы, когда представительство государства, канцелярия говорит о том, что выборы сейчас не надо проводить. То есть само государство говорит, не надо 4-летний мандат, можем продлить сроки. То есть тогда у меня вообще возникает какой-то диссонанс. А мы тогда вообще говорим о законе? Мы вообще говорим о правах избирателя избирать людей через 4 года? Потому что само государство, судя по всему, не заинтересовано в том, чтобы выборы депутатов Народного собрания состоялись сейчас. Потому что Шор выиграет эти выборы. Вы думаете, госпожа Фуртуна случайно приехала в Гагаузию? Я не думаю. Госпожа Фуртуна, напомню, набрала 30% на президентских выборах в первом туре в Гагаузии. 20 тысяч голосов. Человека, которого не знали, это женщина или мужчина в Гагаузии. Она набрала 20 тысяч голосов. Если Кишинев думает, что затягивание выборов изменит какой-то политический ландшафт, наоборот, радикализирует общество, и выборы могут пройти вообще в одну калитку. Государству нужно сделать только одну функцию государственную, чтобы законность была при проведении выборов, чтобы они были демократические, чтобы не покупали людей, чтобы выиграли достойные, а не те, у кого больше денег. Александр Григорьевич, уважаемые участники. Опять будут покупать. Какая наивность. Вы прекрасно знаете, опять они же. Прекрасно знаете о том, что они же. Я поднял вопрос сегодня о форме и содержании по поводу нашей... По форме и по содержанию нашей автономии. Вы не услышали? Услышали. Какую автономию мы имеем? Мы не имеем автономии. Мы не имеем автономии. Исчезнет язык, исчезнет автономия. Катя, как вы не понимаете, не будет этого народа. Наши внуки уже не говорят, вот о чем нужно говорить. А вопрос, будет ли выборы, не будет ли выборы, сейчас выборы сделать или чуть позже. Мы только о выборах сегодня говорим. А то, что такой автономии не существует, нет такой автономии. Автономия без гагаузского языка, как в школах преподают. Нужно все-таки по форме и содержанию разобраться по статусу. Что это за автономия? Это не это фикция. Завтра исчезнет эта автономия. Мы должны поговорить об этом. Наши дети совершенно не знают гагаузского языка. Не зная гагаузского языка, ничего. А вы все время автономии. Как содержаться, как выиграть выборы, как чтобы... О Шоре только мы говорим. Я предлагаю сделать диалог, национальный круглый стол по поводу нашей автономии с приглашением зарубежных экспертов. Мы так много катаемся в Италию. Так давайте приглашим, что это за автономия. Мы увидим. Давайте мы сделаем такую автономию, как автономия Тирол. Елена Влах поехала туда. Она приехала у нас в университете, говорит, у меня глаза открылись. Наконец-то у Елены Влах открылись глаза. Вы знаете, у них автономия Тирол, они знают свой родной язык, у них свой университет, они знают итальянский язык, они, вы понимаете, и что? Аж ничего. Нужна ей? Конечно, ей не нужна. Поэтому нам нужно заново начинать. Или вымирает этот народ, вымирает этот язык, это и уникальный этнос, говорящий на турецком, имеющий свою православную религию, и мы его на наших глазах, все, могильщики мы должны разобраться, что это за автономия мы имеем. Константин Петрович, можно я вам скажу, я вам гарантирую, обещаю. Какую автономию мы создали? Вот об этом говорите. Константин Петрович, смотрите, я вам гарантирую, и вот все участники этого эфира и наши зрители, мы, команда Гагаузмедиа, пригласим сюда всех людей, и тему следующего выпуска назвали вы. Мы так и назовем наш выпуск. Гагаузия. Что это за автономия? Да. Вот, пожалуйста, господин Янако. На сегодняшний день на самом деле отсутствуют причины игнорирования или невнимания ко всем проблемам, которые существуют. К большому сожалению, очень много шума по поводу выборов в Гагаузии. И за этим шумом, как правило, теряются жители, теряются социальные, экономические программы. Я понимаю, что Гагаузию рассматривают некоторые как стену. Да? Гагаузия на самом деле это не стена, а мост. И мы должны построить этот мост для того, чтобы и Камрад, и Кишинев шли друг другу навстречу. Должна быть, по моему мнению, не только конференция, но мы должны создать экспертную площадку, куда будут входить эксперты,
куда будут входить конституционалисты, куда будут входить представители неправительственных организаций, в том числе и представители публичной власти. Я думаю, что и в Камрате, и в Кишиневе достаточно экспертов, достаточно конституционалистов. И очень надеюсь, что в ближайшее время эта площадка будет сформирована. Я думаю, что если политики не смогут договориться, то представители неправительственных организаций послужат, так скажем, архитекторами этой конструкции, этого моста. И только в таком случае, в условиях конструктивного диалога, в условиях, когда мы будем иметь сильную Гагаузию в составе сильной Молдовы, мы будем иметь дело со стабильностью и будем иметь дело с развитием. Поэтому нам нужен конструктивный диалог для стабильности, нам нужна сильная автономия в составе сильной Республики Молдова. Спасибо вам. Ну и в завершении выпуска... Господин Постика. Я не уверен, что вложусь в 2 минутки, но попытаюсь высказать несколько, с моей точки зрения, важных моментов. Первый момент – это тот, что в настоящее время, может, даже если мы уже вне рабочего времени, я все-таки представитель центральной власти, все-таки я представитель Центральной избирательной комиссии, и поэтому некоторые мои предположения и заключения, они могут быть интерпретированы как центральной власти, скажем так. Название ЦИК-ЦИС не в названии проблема. Проблема в том, признаем или не признаем верховенство права, Конституции, законодательных органов или нет. Потому что из этого вытекает все остальное. Противоречий в Кодексе о выборах Гагаузии с Кодексом о выборах Республики Молдова множество. Это означает сотни тяжб судебных, юридических, каких хочешь. Поэтому по названию, мое личное мнение, это главный сигнал, который должно дать Народное собрание Центральному избирательному органу Гагаузии. Каким образом и что мы применяем, во-первых, Кодекс о выборах Республики Молдова или возможно положение Кодекса о выборах Гагаузии, который не соответствует Кодексу о выборах Республики Молдова. Это один из самых важных моментов, потому что из этого все вытекает. Почему центральная власть не реагирует? Мы реагируем. Я, к примеру, еще раз повторюсь, как представитель центральной власти, всегда высказывался по этой теме, когда у меня просили. Я говорил на эту тему со всеми, кто был заинтересован. Я могу сказать и обещать, что объявить, что мы намерены, потому что и нам это не нравится, потому что, напомню, до 2022 года, до вступления в силу Кодекса о выборах Республики Молдова, избирательный орган Гагаузии даже не был субъектом избирательной системы Республики Молдова. Это впервые внеслось вступление в Кодекс о выборах 2023 года. Но в то же время мы, Центральная избирательная комиссия, смотрели на наших коллег не как на, скажем, нисходящий избирательный орган, а как на коллег, которые являются таким же центральным избирательным органом автономии, который и регламентирует и организует региональные выборы. Поэтому вопрос о том, почему и как решить, у нас сейчас технически, я говорю технически, 5 членов Центральной избирательной комиссии Совета Гагаузии в должности. То есть это орган функциональный. До 9 февраля. До 9 февраля. Он является функциональным. У него нет руководства. Почему нет руководства? Как они избирают? Они могут избрать, в принципе, руководство из 5 членов. Это очень трудно, но они могут принимать решения, да, в принципе, единогласно, но принимать решения и работать. Но был избран метод
того, что, возможно, единогласия никогда не будет, поэтому лучше подождать и избрать новых членов. Да, новых членов нужно избирать, но их нужно избирать, еще раз повторюсь, исходя и из тех положений законодательства Республики Молдова, которые есть. Проверить, еще раз повторюсь, по всем службам, кто они, до того, как их назначить. Потому что если это будет после, то есть, опять же, мы с больной головы на здоровую. Если не будет принципиального, скажем, согласия Народного собрания Гагаузии и по названию, это будет примером для коллег, которые, возможно, я даже не знаю, кто они, в будущем избирательном органе Гагаузии, чтобы они также думали, что нам применять. Господин Постик, Что вы нам хотите- применять. хотите ли вы- И последний момент. Мы попытаемся, и как Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, организовать, я не знаю, формальную, информальную встречу с коллегами, представителями дипломатических миссий, довести до их сведения. Потому что нам это тоже не нравится, потому что это косвенно падает как тень на всю избирательную систему Республики Молдова. Мы попытаемся довести до сведения и коллег из посольств вот эта вот ситуация с выборами, высказать свою точку зрения, посоветовать, чтобы они пришли, поговорили с Народным собранием. Потому что попробовать довести до них, до сведений, до их вот, инициативу организовать вот эту большую международную конференцию, за которую я как минимум согласен на 100%. Но еще раз повторюсь, давайте не изобретать велосипед и дополнительные проблемы, а просто пользоваться тем, что уже есть. И изобретать велосипед там, где его нету. С точки зрения, и последнее, то есть с точки зрения финансирования, нравится или не нравится, но на центральном уровне у нас уже достаточно большая практика, с которой приходят из различных стран, европейских стран, поделиться опытом, как и каким образом вы смогли приостановить это, воздействовать на это, прекратить или искоренить это вот. Поэтому мы можем делиться этим опытом, который у нас есть. Более того, опять же, нравится или не нравится, но согласно Кодексу о выборах Республики Молдова, то, что касается финансирования политических партий, избирательной кампании, это, в принципе, ответственность Центральной избирательной комиссии. Поэтому мы, с своей точки зрения, когда они будут, кем они будут организованы, эти выборы, с точки зрения финансирования, мы будем смотреть очень внимательно над тем, как они будут финансированы. И мы, еще раз повторяюсь, недавно коллеги из Адепта Промалекс проводили форум, и я начинал, и поэтому попытаюсь закончить. Мы должны понять, что демократия — это не равно анархия, и права и свободы не означают импунитати, безнаказанность. Есть нарушение, должно быть наказание. Спасибо. Господин Постик, маленькое уточнение. Я уверен, что да, потому что нравится или не нравится, опять, может быть, я приведу пример, но опять, я прошу прощения за долгое высказывание. В 23-м году, в 24-м году, когда вы всплыли сотни тысяч подкупов по всей стране, по всей Молдове, я лично приехал в Камрад, встретился со всеми, пригласил всех представителей участковых избирательных бюро, руководителей, и я сразу сказал: коллеги, если среди вас есть люди, которые, зная, не зная, попали в эту схему, мой совет, как юриста, просто пойдите в полицию, покажите, от кого, как вы получили эти деньги. Во-первых, это стянет с вас ответственность, во-вторых, поможет органам правосудия. И в-третьих, это не то, что отмоет вас среди этого.
К сожалению, не все последовали моим советам. Рекомендации. Мы в 2024 году не сняли ни одного человека. Хотя мы знали, у нас были списки, кто из руководителей, секретарей участковых избирательных комиссий были в этом списке и получали. Мы их не сняли, Почему? потому что мы были уверены в том, что они попытаются организовать эти выборы честно, потому что они знали, что мы за ними смотрим. И я напомню, в 2024 году мы, даже если не Народное собрание, когда сняло постоянно действующий избирательный орган Гагаузии, фактически оставило нас на национальном уровне без председателя и секретаря. То есть у нас на национальном уровне был нефункциональный орган. Поэтому мы предложили в парламент предложение, что если на протяжении избирательной кампании получается вакантная должность, мы вправе Центральной избирательной комиссии назначить исполняющего обязанности председателя и секретаря Центрального избирательного совета Гагаузии. Мы по этому пути и пошли. Но, во-первых, мы предложили действующим тех, которых сняли с должности. И это еще раз указывает на то, что мы, как представители центральной, скажем так, власти с точки зрения избирательной системы, мы пошли по... навстречу. Не то, что навстречу, инконтинуаре, продолжая, да, преемственности тех людей, которые работали. Несмотря на то, что они провели выборы Башкана, несмотря на то, что у нас тоже так, были... может быть, в этом как раз и есть ваша вина. Несмотря возможно, на это, несмотря на это, несмотря на то. Так либо смотреть, либо не смотреть. Мы им предложили, к сожалению, госпожа председатель отказалась, только секретарь работала, и мы назначили другого председателя из реестра избирательных субъектов. Господин Постик, у меня к вам только один вопрос уточнения. Пожалуйста, мне кажется, это важно из того, что вы сказали. Вы говорите до 9 февраля, но осталось 7 рабочих дней, даже 6, до 9 февраля. Что может Народное собрание Гагаузии? У вас есть какая-то надежда, что это время до 9 февраля можно использовать для того, чтобы не подорвать Если исходить из доброго умысла, я надеюсь, что представители Народного собрания уже, не знаю, и исполкома, и судей судебной системы проводят, я не знаю, конкурс, отбор, у них есть номинации возможные, и они уже запустили процедуру, еще раз, образно скажем так, люстрации, проверить, вот кто эти люди. Кто может соответствовать? Спасибо соответствуют большое. они или не соответствуют? Господин Бацан, коротко ваш вывод из всего того, что мы тут слушали, и что важно знать и понимать по этой теме. Два момента. Если мы вспомним о юриспруденции Конституционного суда, мы ответим на главные вопросы, которые сегодня обсуждали. Вопрос номер один, о котором говорил господин Таушанже. Конституционный суд принял решение о том, что преамбула любого законодательного акта обрамляет весь закон и дает основные направления. Читаем преамбулу закона о специальном статусе Гагаузии, и мы получаем ответ на вопрос, зачем нужна гагаузская автономия. Второй момент. Юриспруденция Конституционного суда, вот подсказка была от господина Готишана. Конституционный суд постановил, что есть понятия общие и понятия частные. И когда необходимо, мы можем общие понятия заменить понятиями частными. И я привел пример с законом о территориальной административной реформе, когда в Конституции написано «район», но Конституционный суд заявил о том, что это общее понятие, и если парламент решает использовать слово «жудец», это вполне законно. Теперь пример Гагаузии. Вот 15 марта 2024 года Народное собрание приняло изменения в уложение Гагаузии. Там было записано «трибунал», а на самом деле
действовала апелляционная палата. И ничего, все работало. Теперь мы имеем ту же ситуацию с Центральной избирательной комиссией и Центральным избирательным советом. Вот юриспруденция Конституционного суда подает нам вот это пример, что можно, да, можно оставить, даже можно оставить в законе о специальном статусе, как в Конституции есть слово «район», можно оставить название Центральная избирательная комиссия Гагаузии, но, учитывая избирательный кодекс Республики Молдова, мы должны вот общее понятие Центральная избирательная комиссия изменить на конкретную Центральный избирательный совет Гагаузии. За это должны проголосовать депутаты? Нет, это должны. Я считаю, нет, депутаты должны проголосовать, потому что это именно по этому поводу госканцелярия, но в самом законе о специальном статусе Гагаузии не обязательно вводить вот это изменение, то есть голосовать за изменение. Просто принять, Народное собрание должно принять закон о том, что это Центральный избирательный совет на основании юриспруденции Конституционного суда. Я привел примеры. Спасибо большое. Итог какой? Выход есть. Мы это поняли с этой студии. Спасибо нашим экспертам за то, что вы сегодня выделили свое время. Мы понимаем, что погодные условия не очень хорошие, но искренне благодарим, что, невзирая на вот это неудобство, вы сегодня в нашей студии вместе с нами. Я очень признательна молодежи, которая приняла наш призыв, и в том числе руководство педагогического колледжа имени Михаила Чекера, что здесь сидят молодые люди. Это и есть будущее гагаузской автономии. И мы потому вас сюда и приглашаем. Всем еще раз спасибо огромное. Нашим телезрителям хотим сказать, что обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте комментарии и до новых встреч. До свидания.